Уважаемые коллеги, уважаемый Николай Николаевич, участники форума, спасибо за приглашение. А, Хочу поблагодарить ваших организаторов за возможность выступить с докладом перед вами. Особенно хочу выразить свою благодарность за приглашение Николая Николаевича и за возможность выступить перед вами. Очень интересный вопрос, но я постараюсь, конечно, во время доклада на это ответить. У нас активно ведутся различные работы по развитию здорового образа жизни среди населения, и наша основная миссия нашего института тоже является работа с населением. Много различных проектов, много программ у нас, и социального характера, и, соответственно, образовательного, научного характера. Разрешите мне сейчас доложиться перед вами. Включите, да, мою презентацию? Так, я представляю, как уже отметили, научно-исследовательский институт имени академика Ербулата Дербисалиевича Даленова при Медицинском университете Астана. До начала основного доклада позвольте представить наш институт. Научно-исследовательский институт имени академика Ербулата Дербисалиевича Даленова при Медицинском университете создан на основе кафедры профилактической медицины и нутрициологии. В свое начало кафедра берет с 1999 года. Была организована кафедра валеологии в связи с открытием в нашей республике Национального центра проблем формирования здорового образа жизни и принятием правительственной программы «Здоровый образ жизни» и государственной программы «Здоровье народа». Уже с 2008 года после объединения кафедры профилактической медицины и курса реабилитации решением ученого совета с открытием и на кафедре курсов гигиены питания и лечебного питания кафедра была реорганизована в кафедру питания и профилактической медицины. Уже в 2016 году в состав кафедры были объединены следующие теоретические курсы: физическое воспитание, валеология, гигиена питания, курс профилактической медицины для факультета дополнительного медицинского образования и клинические курсы, лечебное питание, такие как нутрициология, диетология, потом врачебный контроль, физиотерапия, традиционная медицина, иглорефлексотерапия, спортивная медицина. Также отдельно действовал Институт проблем питания. Сейчас уже в своей структуре, объединив на вышеуказанных структуру, в 2023 году был создан научно-исследовательский институт и был назван в честь академика Ербулата Дербисалиевича Даленова. Ербулат Дербисалиевич, видный казахский ученый, долгие годы занимался механизмами профилактики здоровья, им была выполнена колоссальная работа. За период существования в кафедре под руководством академика Даленова было опубликовано более 1000 научных трудов, монографий, учебников, имеется много рационализаторских предложений, подготовлено 8 докторских работ, более 50 кандидатских, магистерских диссертаций. И сейчас готовится у нас где-то более 5 PhD докторских диссертаций. В настоящее время, следующий слайд, время в составе НИИ работает более 30 сотрудников, из них у нас 13 сотрудников – это научно-исследовательские работники, научные сотрудники. В структуру НИИ входят кафедра профилактической медицины, лаборатория диагностики здоровья, санитарно-гигиеническая лаборатория и центр ЗОЖ.
Вот Центр здорового образа жизни у нас занимается как раз повышением информированности населения о принципах ЗОЖ и внедрением эффективных академических мероприятий по улучшению здоровья сберегающей среды. Дальше. Основными целями деятельности НИИ профилактической медицины являются образовательная, научно-исследовательская деятельность, также организация, внедрение практику здравоохранения, основ профилактической медицины и оздоровление окружающей среды, здорового образа жизни и здорового питания. Далее. По образовательной деятельности дисциплины у нас ведутся нутрициология, проходит на всех уровнях бакалавриата, магистратуры, резидентуры. Мы сейчас запустили образовательные программы по специальности нутрициология и геронтология на профильной магистратуре. Также у нас готовится программа для уровня докторантуры, дополнительного образования. И в этих программах как раз и внедрены углубленное обучение и знание вопросов безопасности продуктов. У нас уже имеются нутрициологи квалифицированные со степенью магистра. И также готовятся доктора PhD по вышеназванным направлениям. Далее нами также выполняются научные проекты международного, республиканского, регионального уровня. Сотрудники активно участвуют в оценке качества жизни и медико-социального положения населения. В данный момент нами выполняются работы по совершенствованию медико-организационных мероприятий, направленных на улучшение обучающихся населения, отнесенных к специальным медицинским группам. Дальше. Теперь кратко остановилась о нашем институте. С вашего разрешения перейду к основной части доклада. Так, вопросы неинфекционных заболеваний, проблемы ожирения, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, изучение и пути их решения данных вопросов для нас тоже является актуальным. По данным который проводился у нас в 2020 году, в Казахстане в среднем потребляли 3400 килокалорий на душу населения в день. То есть это больше, чем годом ранее, на 1,4%. По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, по итогам 2022 года население в среднем потребляло 3000 килокалорий на душу населения. Это уже меньше на 5%, чем годом ранее. В том числе городской местности показатель составлял 2800 тысяч килокалорий в сельской местности и 3100 килокалорий в сельском районе. При этом минимальная потребность составляла в среднем килокалорий 1900 килокалорий в день на душу населения. Далее потребление таких значимых групп продуктов питания, как молоко, молочные продукты, у нас снизилось на 6%, хлебопродуктов, крупяные изделия, употребление таких продуктов на 4%. Снижение калорийности рациона, возможно, и связано с этим. В среднем за месяц потребление по отдельным видам продуктов питания тоже идет снижение. Данные по потреблению продуктов питания получены по результатам выборочного обследования на 12 тысяч домашних хозяйств по уровню жизни.
Далее на данном графике представлены результаты исследования распределения детей в возрасте от 6 до 9 лет по весовым категориям в Казахстане, разделенные по полу. Данные получены в рамках проведенной программы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением. Как вы видите, у нас среди девочек состояние также и предожирения имеется 13,8 и 12,4%, а ожирение как бы составляет 5 и 5,6% среди мальчиков и девочек. Тем не менее, высокий процент как бы, населения имеет нормальный вес. Из данных также мальчики насколько чаще страдают от ожирения, чем девочки. Коэффициент распространенности избыточного веса в стандартизированных возрастных группах составляет 50 и более процентов для взрослых мужчин и 53% для взрослых женщин. Как бы анализ показывает, что около половины детей в возрасте 6-9 лет употребляют у нас сахаросодержащие прохладительные напитки не менее 1 раза в неделю. Уровень ежедневного потребления свежих фруктов и овощей также низок. Всего 33% детей потребляют фрукты, овощей. Далее. Изучение осведомленности населения в вопросах потребления соли, отношения к соли и пищевых привычек показало, люди осведомлены о том, что высокий уровень потребления соли негативно влияет на их здоровье, но при этом только 1 из 10 человек осознают, что потребление соли вредно и слишком много. Потребление также и влияет на их здоровье. Далее из данных видно, что небольшой объем рекламы приходится на сахаросодержащим напиткам и шоколадные изделия, что может сказываться на пищевых предпочтениях детей и подростков. Следующий слайд. На этом слайде представлен у нас удельный вес респондентов, идущих в зависимости от уровня образования. Однако статистически значимой разницы между группами выявлено не было. Среди респондентов, имеющих неполное среднее образование, доля ведущих в ЗОЖ составила 29%. Среди лиц, имеющих общее среднее образование, 29,7%. А кто имел среднее специальное образование, вели здоровый образ жизни в 30 и более случаев. У респондентов с высшим образованием данный показатель составил 32,4%. Неполное среднее образование, высокая степень приверженности ЗОЖ составляет 3,5%, также и среднее образование 8%, среднее специальное образование 6,3%. Высокий показатель высшее образование показало 7,2%. Далее. График показывает, что люди с неполным средним образованием реже всего стремятся к высокой степени приверженности ЗОЖ, в то время как удовлетворительная степень приверженности ЗОЖ довольно равномерно распределена между различными уровнями образования, с небольшим преимуществом у лиц с высшим и среднеспециальным образованием. Для предотвращения, сокращения распространенности дефицитных состояний, вопросов ожирения, неправильного питания и профилактики НИЗ за счет правильного питания нами на государственном уровне проводятся различные работы, приняты законодательные нормативные акты на общенациональном уровне. У нас в Кодексе Республики Казахстан о здоровье народа и системы, в системе здравоохранения для укрепления и охраны общественного здоровья выделено особое значение профилактики заболеваний.
В рамках реализации национального проекта «Здоровая нация» в 2022 году разработаны рекомендации по содержанию соли в продуктах, и они были внедрены. Также в 2022 году Национальным центром общественного здравоохранения разработан профиль питательных веществ и продуктов питания в соответствии с их составом с целью профилактики неинфекционных заболеваний. И они на регионах, городских уровнях, они были уже внедрены, как бы работа активная ведется. Наша сейчас в стране активная работа, большая работа ведется по снижению сахаросодержащих напитков, работаем по акцизам, и наши сотрудники являются разработчиками и консультантами по вопросам здорового питания в школьных, дошкольных учреждениях. Общими силами мы внедряем в школьное питание наши национальные блюда, запланированы научные проекты по разработке научно обоснованной национальную программу здорового питания детей школьного возраста на основе анализа их нутритивного статуса. У нас вот национальную продукцию как бы в школах уже внедрение и правильное употребление этих продуктов является важной для нас тоже и актуальной. Отличительной чертой казахского гостеприимства всегда был богатый дастархан, традиции теплого приема гостей и щедрого застолья соблюдают и по сей день. Казахская традиционная кухня сочетает в себе элементы кочевой культуры и славится своими сытными блюдами, в которых главную роль играет у нас мясо, молочные и растительные продукты. На данном слайде представлены наши традиционные блюда, которые мы планируем и на школьных образовательных учреждениях, лечебных целях, курортологиях. Уже мы внедрили каза, это традиционное казахское блюдо, без которого не обходится ни дастархан, ни один наш внешний напоминает, конечно, колбасу, вы все уже знаете, наверное, готовят ее исключительно из мяса конины. Также неоценимая польза конины для человека благодаря гипоаллергенности, пониженной жирности и наличию белка превосходно сбалансированного и по аминокислотному составу. Шубат – это готовится у нас традиционный казахский кисломолочный продукт из верблюжьего молока. В Казахстане его также называют кумаран, тюркумас, верблюжий кумас. Лечение шубата благоприятно влияет на составные части крови, кроветворения, нормализуются обменные процессы. Есть целый ряд кумусолечения, шубатолечения, кумус. Полезности лечебные свойства хумуса уже изучены. После открытия первой хумусолечебности Постниковым в 1858 году. И его же и является заслугой в организации хумусолечебного санатория. Уважаемая Айгуль Абдулдаевна, много у нас продуктов, которые молочные продукты готовятся и, соответственно, и пшеницы. Про полкан можно рассказать, уникальный продукт, который несет в себе всю силу пророщенного зерна. Уважаемые коллеги, здесь национальных продуктов представлено, которые охотно наших стаканчиков мяса, мы гостеприимный народ, конечно, приглашаем вас, приходите, будем угощать.
Впереди свой доклад хочу завершить словами Сократа: «Здоровье не все, но все и здоровье ничто». Благодарю за внимание, у меня все, берегите себя. Мы всегда готовы к полноводному сотрудничеству, давайте работать вместе, развивать культуру питания, привычки питания населения. Здесь представлены мастер-классы, данные, и мы открыты. Спасибо большое, уважаемая Айгуль Абдулдаевна, да, за такой содержательный доклад о казахской кухне и как питаются казахский наш дружественный народ, да, Родственный народ. да, родственный, дружественная страна, родственный народ. Спасибо большое. Мы дальше двигаемся. Вот модерируют Григорьев Николай Николаевич, Ульяна Михайловна Лебедева. И у нас в регламенте 15 минут каждого доклада. Прошу всех докладчиков последующих придерживаться регламента. И следующий доклад я хочу объявить. И перед тем, как объявить, я хочу сказать, что сегодня на нашей площадке большинство докладов представлены из научно-исследовательских институтов Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук как основной академической площадки на территории Республики Саха-Якутия. И сегодня первый доклад от этого научного центра такому ведущему специалисту в области культурологии, исторической начала, да, питания, Романовой Екатерине Назаровне, в преддверии праздника Игах, нашего такого событийного мероприятия, да, вот доклад будет звучать о культурном коде народа Саха, это о национальном празднике Игах. Пожалуйста, Екатерина Назаровна. Добрый день, уважаемые организаторы столь, скажем, такого ответственного мероприятия. Я благодарю, что вы меня пригласили. И, конечно, для меня вот в этом круглом столе очень важно остановиться на понятии все-таки культуры питания. И я сегодня остановлюсь на нашем самом, скажем, таком главном празднике культурной традиции, на празднике Игах. Вы, как видите, я здесь написала культурный код народа Саха. Безусловно, наш праздник имеет очень многослойную символику, но я сегодня остановлюсь на пищевой культуре. Ой. Ну, давайте начнем с того, что, как правило, всегда, когда обращаются к этнографии народа Саха, в целом к этнографии народов Якутии, безусловно, никогда не обходят якутскую национальную кухню и наш праздник Асех. Я сегодня хотела бы остановиться на философии нашей пищевой культуре и сказать о том, что именно пищевая культура, кулинарная культура, она создает такие главные ценности, которые связаны, конечно, в нашем празднике с обновлением жизни, с гармонией и человека, и природы. И все это проецируется на нашей как раз белой пище. Сегодня основной акцент я сделаю на комысной культуре. В своем небольшом выступлении я хочу сказать о том, что я иллюстрирую многие мои, ну, скажем так, тезисы историческими этнографическими фотографиями, которые хранятся в архивах не только нашей республики, но и в архивах Российской академии наук. Вот. Хотелось бы сразу начать с того, что мой доклад, видимо, символически идет вторым после доклада уважаемой Айгуль Абдулаевны, которая как раз и дала такую, ну, скажем, такой старт кочевой культуре и, безусловно, пищевой культуры степной Евразии. Так вот, якуты являются хранителями этой степной кухни здесь, на вечной мерзлоте.
Наш бытийный код связан, безусловно, с скотоводческой культурой. И в этом плане пищевая культура народа Саха сама по себе уже уникальна. Я немножечко просто скажу о том, что когда работаешь с музейными коллекциями в разных музеях, обращаешь внимание, что самые, скажем так, главные подарки императору или, допустим, на разных наших выставках, парижской, например, всегда показывают сцены обряда кумысопития. Вот это дар Николаю II нашей якутской депутации. Это у нас парижская выставка. Обратите внимание, как интересно наши косторезы показывают наполненный кумысом чорон. Видите, как это важно? Таким образом, надо сказать о том, что пища является не только объектом материальной культуры, но именно пища является той самой живой традицией, которая сохранилась и до сегодняшнего дня. Хотелось бы обратить внимание на то, что когда я говорю о белой пище, я говорю о пище богов, о пище божеств Аи. Любая белая пища имеет так называемую жизненную субстанцию. И именно эта живая субстанция, она характерна в празднике, когда божества Аи нам отправляют эту божественную субстанцию в виде кумысной церемонии, и мы получаем эту белую пищу. Я еще хотела бы обратить внимание на то, что вообще, обращая внимание на фольклорное наследие, на эпическое наследие, очень часто есть очень важно такие эпитеты и формулы, связанные с белой пищей. Этот живительный напиток поднимает на ноги слабых, крепкие, ослабленные становятся крепкими, хворые становятся здоровыми. Понятно, что уже наши предки якутов прекрасно понимали целебную функцию нашего кумыса, кумыс белой пищи. Но очень важно, что у нас здесь, конечно, большое значение играет то, что пища становится божественным актом на эсехе, когда, вкусив кумыс, мы получаем обновление, мы получаем новый код. Как возрождается природа, так и возрождается человек. Если обратить внимание на дизайн, связанный с нашим обрядом кумысопитием, скажу, что все, что касается чоронов, ритуальных ковшей, этих хамаях, все это связано с тем, что здесь отражается орнамент, отражаются антропоморфные изображения наших божеств. Таким образом, когда мы говорим о белой пище, мы, безусловно, должны говорить о том, что у якутов была развита очень сильно обрядовая кухня. Вот, это очень важный аспект, потому что вот когда мы приходим на эсэх, я вижу, часто покупают кумыс в бутылочках таких и так далее. Получается так, что это как повседневность какая-то. Вот знаете, надо подумать дизайнерам вообще, как оформлять кумысную продукцию. Но об этом немножко потом я остановлюсь. Вот хочу сказать о том, что почему я сказала обрядовая культура, почему это обрядовая пища. Потому что даже когда готовили эсэх, когда готовили кумысную закваску, все символические действия были связаны, очень похожи на обряд деторождения. Нельзя было громко говорить, ссориться во время тогда, когда готовили кумысную закваску. Есть очень такой обычай, что нельзя выпивать до конца из кумысного чорона, иначе ты не дашь доли тем хозяевам счастливой, у которых ты гостишь. Вы тоже обратите внимание, какой редкий исторический снимок. Курочкина, да. Вот. Но вот в целом хочу сказать о том, что очень большое значение имело масло. Вот кумыс и масло вообще – это самые главные символические, скажем, такие индикаторы, которые связаны с зародышем человеческой жизни, как в символическом плане.
И вот здесь я хотела бы сказать о том, когда читаешь алгысы, то в алгысах очень много бывает так: ой, бонары, пусть у тебя будет прорубь каша, пусть у тебя будет прорубь масляная каша. Вот настолько у тебя пускай будет, особенно в свадебных алгысах, такое счастье. И вообще надо сказать о том, что в этих алгысах пищевая культура моделирует концепцию счастливой жизни. Мягкая дорога, без преград, масло, белый божественный напиток кумыс, который, безусловно, как защита идет у вас по всей жизни, когда вы каждый раз бываете на Исыхе. И вот как раз я здесь об этом пишу. Обратите внимание вот на эту бабушку, которая взбалтывает это масло. Вот это как раз созидательный код якутской культуры. Вращение мутовка – это символический акт рождения нашей природы, человека. Вот на все эти символические акты, связанные с изготовлением белой пищи, нужно смотреть не только как на технологию, но и на как символический процесс по созданию мира. Я как концептолог праздника Исых все эти годы обращаю внимание на новые смыслы, связанные с кумысопитием. Вы видите, вот я как раз здесь пишу о рекорде Гиннесса. Я думаю, что этот обряд кумысопития, который был вот не так давно у нас, он, конечно, вдохновил очень многих предпринимателей, которые начали заниматься изготовлением кумыса. Обратите на это внимание, тоже очень важно. И сегодня вообще нам надо рассматривать наш праздник Исых как один из центров территорий гастрономического туризма. И я бы здесь обратила внимание на то, что нужно разрабатывать вообще кулинарный фестиваль по пути белой пищи богов, потому что я знаю, сама как концептолог этого праздника, каждый год приезжают туристы со всех уголков России, ну и иностранцы тоже, и они, конечно, всегда приходят для того, чтобы отведать якутскую национальную кухню, обязательно кумыс. Ну, я сейчас про жеребятину не говорю, но в целом национальную кухню. Поэтому давайте подумаем о том, что пора действительно сделать такой кулинарный туризм в дни празднования Исыха. Вот это вот тоже моя такая идея с нашими этнографами, об этом надо подумать. Вот. И заканчивая свое выступление, хочу сказать о том, что совсем недавно у нас вышла книга с нашими казахскими учеными, где я писала большой раздел о нашем празднике. Вот так и называется «Кумысная культура степного мира. Лейтмотив, память, идентичность». Что в этой книге очень важно? В этой книге важно было то, что мы хотели показать, что кумыс является объединительным символом всех кочевых народов, всех народов степной Евразии. И поэтому кумысная культура должна стать брендом, евразийским брендом раз, а во-вторых, брендом нашей республики. Поэтому мое вот, как у этнографа, такое пожелание на этом круглом столе, чтобы мы относились ко всему тому, что связано с производством кумыса. Безусловно, надо поддерживать наших семейных предпринимателей. Знаете, что впервые Илей, первопредок Илей со своей женой, значит, изготовил кумыс и провел эту церемонию. Я, как этнограф, хотела бы, чтобы все, что связано с кумысной культурой, имело свой дизайн, чтобы те, кто производит кумысную посуду, кумысное производством занимается, подумали о том, в каком виде это надо все оформлять. Потому что, как вы видите, кумыс сегодня объединяет нас со всеми народами и родственными, и теми, которые живут, начиная от, скажем так, от Венгрии до Арктики. Вот такой большой ареал. Поэтому давайте серьезнее относиться вообще в целом к национальной кухне, не только, как я сказала, к материальному объекту, но и как к культурной ценности. Спасибо. Спасибо, Екатерина Назаровна, за ваш большой вклад, да, в развитие якутской национальной кухни. И я даже больше скажу, не только якутской, но и арктической, северной кухни.
И что, да, действительно ваш вклад в научном плане, методическом плане, в плане реализации, инновационной реализации, это практически мы понимаем и благодарим. Спасибо большое. Представляю следующего докладчика по теме «Этнический тип питания как основа здоровья нации», о возвращении якутов к своей генетически обусловленной пище, что скажу, что идеей и инициацией креативной недели Якутии принадлежит «Сделано в Якутии» Ассоциации предпринимателей, да? А основным организатором из органов исполнительной власти является Министерство предпринимательства, торговли и туризма. И поэтому вот этот круглый стол наш инициирован клиникой «Дельта», да, они же основатели якутской компании-производителя витаминов и биологически активных добавок «Артик Био». И с большим удовольствием хочу представить выступающего, докладчика Николая Николаевича Григорьева. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Елена Михайловна, за представление. Сегодня я представляю вот такой доклад «Этнический тип питания как основа здоровья нации». Меня зовут Николай Николаевич Григорьев. Я руководитель клиники «Дельта». По специальности я врач. И мы совместно с нашими коллегами основали первую якутскую компанию по производству витаминов и БАДов «Артик Био». Ну, здесь мы начинаем с данных Росстата, то, что сколько у нас имеется в настоящее время постоянных жителей Республики Саха-Якутия. 971 996 жителей. Здесь мы видим то, что разделение взрослых, детей, подростков, молодежь, взрослых и пожилых. Да? Это к тому, что все-таки у нас взрослых, среднего возраста людей все-таки много, чем у нас детей и подростков. По национальному составу у нас вот подобный состав идет. Это вот подготовка к моей основной, вот эти данные, это будут для того, чтобы вы понимали суть моего доклада, да? Вот начинается тут основная суть моего доклада. Средняя продолжительность жизни. Вот мы поставили такие сравнения между средним по Российской Федерации и средней продолжительности жизни Республики Саха-Якутия. Как мы видим, везде имеется средняя продолжительность жизни мужчин ниже, чем средняя продолжительность жизни у женщины на 10 лет. То есть мужчины живут меньше 10 лет, чем женщины. И в среднем по России, и у нас в Республике Саха-Якутия. За счет чего такое идет? Заболеваемость населения. Мы тут видите, наверное, то, что идет рост всех видов заболеваний. По 22 год и все болезни. Что у нас очень, скажем, волнует, имеется рост заболеваний по новообразованиям. Было 4,7, стало 9,1, то есть рост раковых болезней идет 2 раза. Болезни сердечно-сосудистой системы, системы кровообращения тоже в 2 раза выросла. Органов дыхания, пищеварения, везде имеется рост. Одной из причин, в чем мы считаем то, что везде мировая наука считает, что изменение образа питания, изменение качества пищи, все это переводит, всем климата, питьевой воды, качество, все это переводит к этому. Это тоже по заболеваемостям. Мы видим то, что всегда везде идет рост. Имеется рост заболеваний населения социально значимыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системой. Почему идет такой рост? Вот еще со времен Гиппократа, Гиппократ это основатель современной медицины, он говорил: ты то, что ты ешь, Гиппократ. То есть, чем мы питаемся, вот это и есть обуславливает наше здоровье. Чтобы понять, чем мы питались
раньше мы начали искать исторические наши справки, и мы нашли вот это публикации Миддендорфа, это российский путешественник, он посетил Якутскую область в 1842 году, и вот он пишет, годовой запас якутской семьи состоял из... И вот дальше идет перечисление. Вы посмотрите, обратите внимание, годовой состав богатой якутской семьи, это 4-5 человек. Вот сейчас я вам скажу, это когда было. В 1842 году, да, был 40-80 фунтов белого сахара за год, то есть 18-36 килограммов. Мы нынче сахалар 18-36 килограммов сахара, наверное, за неделю скушаем. Ну, за месяц, наверное. И вот посмотрите, в основном у нас шло питание за счет коровье мясо, конина, масло топленое, масло якутское. Он также указывал то, что сверх этого заготавливалось много рыбы. Но надо отметить то, что он, наверное, был богатой якутской семьи, живущей в пригороде. А вот один исследователь севера Сибири, Мак Ричард Карлович, он посетил Якутскую область в 1853-60-х годах, и он пишет, в 1859 году в Сунтарском улусе, вы же все знаете, где находится Сунтарский улус, это запад Якутии, наверное, и выходцы из Сунтарского улуса тут сидят, наверное. Вот они потребляли, семья из 5 человек, 224 килограмма рыбы, мясо 112 килограммов, то есть Бир и Деге, одна вот это забой, Сунтарский район. И вот что самое интересное, да, хлеба, зерно, ячмень принимали 6 фунтов, то есть 2,7 килограмма муки за весь год. Поэтому у нас у якутов саха до сих пор оладьи являются обрядовой пищей, понимаете? Их муки было до того мало, что вот 2,7 килограмма они, наверное, на Рождество кушали, наверное, на ИС кушали, на Илдюн, на начало сенокоса. Вот поэтому до сих пор у нас является обрядовой пищей. Но у нас у якутов саха произошла какая-то трансформация, скажем, сознания, что думают, оладьи это чисто якутский тип питания. Ничего подобного. Это обрядовая пища наша была. Васлав Серошевский, известный исследователь севера Сибири, он в своих трудах пишет, в конце, вот последней четверти прошлого века, 19 века это, вот тут мы видим то, что очень вот много мы кушали молока свежего и снятого, масла. И вот опять же мы возвращаемся к хлебу. Хлеба мы кушали 5-30 пудов. 1 пуд это 16 килограммов. То есть семья из 4-5 человек в конце 19 века кушала 480 килограммов муки за год. Это все равно очень мало, друзья мои. Это очень мало. И вот смотрите, растительных продуктов, заболоний, кореньев, ягод 10-100 пудов, то есть 160 и 1600 килограммов. Рыбу много кушали. Вот это я все нашел вот в книге Савина «Пища якутов до развития земледелия». Да, вы редактор, я его читал. Ага, спасибо. И вот годовой состав пищи, в основном, как наши коллеги говорили, у нас и кумыс, урат, тар, умдан, бырпах, это все молочные продукты. Масла, мясных продуктов много кушали, рыбы всякой разной. И вот смотрите, вот растительная часть, дикорастущие растения, коренья растений, корневища, ягоды, очень большой процент они занимали. Вот даже я нашел такое, что водка хлебная сколько принимали? 10 бутылок. Я считаю, что это тоже очень мало. Ежедневный рацион средней якутской семьи примерно был такой. Вот
И мы вот видите, вот очень любят же сейчас читать КБЖУ, килокалории, белки, жиры, углеводы, да. Ну, как врач говорил, особо этого пользы нету, но мы тут смотрим за счет чего. Мы очень мало кушали углеводов. Вот смотрите, средняя якутская семья раньше. У нас углеводы поступали за счет шуарат, тар, кумыс, там малое количество. То есть углеводной вакханалии, как сейчас, у нас не было. Были углеводы естественного характера. И то, что сейчас якуты говорят, якут траву не ест, это не есть правильно. Очень много мы травы кушали. Эт балык от мас аглык тагатебит, если по-якутски сказать, да? Так что не верьте тем якутам, которые говорят, якут траву не ест. Мы очень много кушали траву. Вот посмотрите, это саха-якуты начала 20 века. Вы не увидите ни одного человека с ожирением. Все подтянутые, стройные, как волки на добыче, охоты. Вот такие. Да. Это из монографии моей учительницы Пальмиры Георгиевны Петровой. То, что адаптация аборигенов к комбинированному прессингу, это экологических, социальных факторов, привело к нарушению резистентности организма к заболеваниям. Поэтому у нас идет рост таких заболеваний. Раньше Якутия была одним из регионов долгожительства, но у нас сейчас идет тенденция к снижению. Во всех регионах люди стареют по-разному. У нас очень сложные климатогеографические условия, поэтому у нас износ организма обгоняет возраст. Рацион питания современного якута. Нет, это другой у меня, оказывается. Это я другую, оказывается. Алина Итальян, другую. Хорошо. Распространенные дефициты основных веществ у современного жителя Якутии, связанные с изменением типа нашего питания. У нас, по нашим научным данным, очень большая белковая недостаточность, железодефицитная анемия, дефицит витамина D, дефицит магния у нас идет, дефицит витаминов группы, ну, все группы витаминов у нас в дефицитарном состоянии. Наша клиника работает уже какой 8-й год, и за все это время мы видим очень большое, скажем, дефицитарное состояние наших якутян. Вот, чтобы не быть голословным, я вам вот представляю собственные исследования по уровню витамина D. А витамин D – это самый-самый важный витамин для иммуномодуляции, для обмена веществ, для, скажем, репродуктивной функции. Мы тут видим то, что круглогодично у нас идет очень большой дефицит у населения. Супер большой дефицит. У нас круглогодичный дефицит витамина D. Поэтому вот хоть как-то перевести, скажем, ну, сдвинуть дело с мертвой точки, мы, доктора клиники Дельта, начали разрабатывать витамины для якутян, для наших соотечественников, для, скажем, адаптированные под наши условия. Если у нас седой не может попасть большое достаточное количество витаминов, минералов, мы должны его в виде добавок принимать. А в виде добавок принимать мы должны именно свою собственную, качественную. К сожалению, то, что многие люди говорят, я принимаю японские витамины, корейские витамины, американские, к сожалению, у нас они не работают. Почему? Очень просто. У них нет таких дефицитов, как у нас. Вот поэтому у них дозировки этих витаминов очень мелкие, низкие. Поэтому они у нас не работают. У них только для профилактики это. Поэтому мы создали и витамин D в каплях, и витамин D с омегой. Мы создали магний. Почему мы создали магний? Магний один из самых дефицитных
один из самых дефицитных микроэлементов Якутии. У нас очень сложные климатогеографические условия, у нас идет очень большая потеря магния. И как бы ни странно ни звучало, житель города Якутска потеет круглогодично, а магний теряется именно с потом в большом количестве. Почему? Летом у нас очень жарко, в зимнее время в квартирах очень жарко, очень топят, вот отсюда тоже идет. Витамин С мы сделали в виде аскорбата натрия. И в конце мы что должны сделать? Нужно во всех уровнях поднимать вопрос о возвращении якутов к своей генетически обусловленной пище, на законодательном уровне ограничить рекламу доставки быстроуглеводной пищи. Вот смотрите, вот вы наблюдаете, наверное, такую тенденцию. Хоть какой-то маломальский известный блогер в социальных сетях, если человек становится, он начинает рекламировать, что пиццы и суши. Пиццы и суши. Этим самым пищевое поведение нации с малых лет ломается. Они думают, в основном молодежь думает, только достигший уровня какого-то экономического развития человек может питаться там. Ну, это привлекательно. Пищей, сушей, разного рода кока-колой, пиццей. Вот это надо как-то на законодательном уровне, то ли какие-то ограничения должны быть, я думаю. Организация питания, общественная организация – это популяризация этнической кухни там не только в ресторанах, но и в стритфудах. Да и в конце вот этого круглого стола мы обязательно примем в рекомендациях, добавим все наше. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, мы в конце, именно время будет у нас. Спасибо большое, Николай Николаевич, за такой эксклюзивный, креативный и содержательный сообщение на данном круглом столе. Ну, у нас все впереди, работать будем вместе и дальше продвигать якутскую национальную кухню для здоровья и сбережения нации, населения республики. Прежде чем представить следующего докладчика, я хочу сказать, что полномочия по ведению работы государственной политики здорового питания передается там полномочия Министерству здравоохранения Республики Саха-Якутия. И одними из таких работ профилактических является, в составе профилактических работ входит ведение работы по здоровому питанию. И у нас есть такая головная организация Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, которая ведет такую полномасштабную работу по всей республике. И вот хочу представить доклад на тему «Пища предков. Генетический код здоровья народов» диетологу, врачу Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидату медицинских наук Анастасии Дмитриевне Савиной. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Презентацию включите, пожалуйста. Дальше я сама. До 50-го года 19 века и до конца 19 века, до тех пор, пока появилось земледелие, наши предки были охотниками, скотоводами, рыбаками и собирателями. Они ели пищу, приготовленную для них природой, натуральную, цельную пищу, это мясо и рыбу. Они ели все то, что можно было собрать на природе: яйца, коренья, ягоды и другие съедобные части растений. Именно к этой пище в течение тысяч лет приспосабливались наши гены. Это и есть пища, совместимая с нашим организмом.
Пища эта была очень питательна, богата белками до 25% суточного колоража, животными жирами до 55%, витаминами, минералами, содержала умеренное количество сложных, трудноусвояемых углеводов, которое было представлено нерастворимой клетчатки до 30%. За этот 50-летний период с середины XIX века до начала XX века в хозяйственной жизни произошли очень крупные перемены. Поменялся тип питания наших предков с белково-липидного на углеводный, такой западный тип питания. Земледелие стало одной из ведущих отраслей хозяйства. Сократилось коневодство, рыболовство, промысел диких животных и птиц. Начало преобладать товарное потребление, вызвавшее усиленный избыт продуктов питания, мяса и масла. Наряду с этим полностью прекратилось производство кымыса, кисломолочного масла тар и других квашеных молочных продуктов, а также использование пищи дикорастущих растений, ягод и корений. В очень большом количестве стали употребляться хлебные и мясные продукты, кирпичный чай, хлебное вино и табак. И все это не могло не оказать отрицательного влияния на состояние здоровья населения. В журнале «Северный архив», Санкт-Петербург, в июле 1822 года сообщается: якуты долголетние одарены крепким сложением, столетних старцев между ними находится множество, они весьма трудолюбивы. И действительно, Якутия до середины XIX века славилась долголетием своих жителей. По данным исследователя-долгожителя Льва Афанасьевича Львова, люди, перешагнувшие рубеж долголетия, придерживались определенной культуры питания. Это умеренность в еде, разнообразие рациона с достаточным количеством рыбы и молочных продуктов, скудность жиров и масла и присутствием растений в пище. К сожалению, мы сегодня видим, как сработал природный закон вырождения, закон генетической дегенерации или закон 3 поколений. Наш народ в прошлом в основной массе был с хорошо сложенным, физически крепким и чрезвычайно выносливым народом. Начиная с первой четверти XIX века начало преобладать резкое падение кривой роста. 90-летний дед был высокого роста, то его 60-летний сын среднего, а 30-летний внук ниже среднего. Врач Попов в 1907 году, который долго работал среди якутов, по этому поводу пишет следующее. Мне удалось проследить некоторые якутские семьи до 4-го колена, и всегда констатировалось одно и то же: большой рост, крепость мышц и выносливость у стариков, и малый рост, худоба, дряхлость мышечной системы, легкая утомляемость и склонность ко всякого рода болезням у молодых. И чем индивид был ближе к нашему времени, тем он был слабее. Свою роль сыграла и алкоголизация населения, и табакокурение. Настоящая природная еда была залогом здоровья и активного долголетия наших предков. Из молока домашних животных в начале XIX века якуты делали более 20 видов различных продуктов. Широко употреблялось мясо крупных диких животных, мясо водоплавающей боровой рыбы, птицы. Рыба речная и озерная были самой ходовой пищей предков, они ели его круглый год. В зимнее время употреблялось мясо крупного рогатого скота, якутских лошадей, северного домашнего оленя. И растительные продукты были представлены круглый год, ели и зимой, и летом. И по данным Серешевского, 68% рациона составляли продукты животного происхождения. В том числе большую часть составляли это молочные продукты, и только треть это были мясные продукты. Итого основную часть рациона до 73% питания составляли молочные и растительные продукты. Институтом биологических проблем Креолидзоны Фициенце Соран был изучен биохимический состав ткани более 60 видов и экоформ северных растений и аборигенных видов животных. И установлено повышение в 1,8-2,5 раза содержания биологически активных веществ.
более широкое структурное разнообразие. И действительно было доказано, что по мере повышения степени экстремальности условий произрастания, обитания растений и животных, в их тканях увеличивается общее содержание физиологических активных веществ регуляторного и защитного действия. И потому, так как в рационе постоянно присутствовали растительная пища и мясо как бы аборигенных животных, конечно, это все способствовало здоровью наших предков. В здоровом кишечнике крепкий иммунитет, и мы про это уже сегодня хорошо знаем. И действительно, вот эта та ферментированная еда, кисломолочная продукция, растительная пища, они способствовали здоровью кишечника и тем самым укрепляли иммунитет. Значительное количество углеводов содержала грубая клетчатка лиственничного и соснового луба, древесная заболонь, которая практически полностью состояла из целлюлозы. Заболонь давала хорошую работу жевательному аппарату. Также жевали березовый варь и лиственничную живицу. И наши предки не страдали кариесом, поскольку питались пищей, предназначенной им природой. Насчитывалось более 80 видов ягод и дикорастущих растений, которые употреблялись в пищу нашими предками. И что удивительно, это сейчас уже доказано, включение пищевых растений в молочные продукты обогащает их некоторыми микронутриентами, такими важными, как кальций, фосфор, железо, медь, цинк, селен и витаминами С и Е и группы В, а не только улучшает их вкусовые качества. Ну, вот выше Николай Николаевич говорил, что заготавливалось огромное количество растительной пищи. Да? Вот здесь вот данные Миддендорфа, примерно почти 300 килограмм заболоня заготавливалось, и бочка 200 литров тара или там творога. Это была ферментированная еда, заготовка на долгий зимний период. Лепешки и хлеб якутский пекли из муки, полученной из высушенной заболони и корней сусака зонтичного унюла. Добавляли туда еще луковицы сарды, для как бы вкусности. И также из такой же муки делали суп-пюре, бутугас. И таким образом мы видим, что якут траву ел. Мы просто об этом забыли, да, и когда я выступаю с этой темой, не всегда найдется тот, кто скажет, якут траву не ел, не ест и не будет кушать. Нет, мы должны вернуться к истокам и начать питаться и травами. Ой, простите, выключила. Ага. Так, наши предки также свято соблюдали режим питания. Охотники, сборщики растения, рыбаки, они питались 2 раза в день, очень плотно и объемно утром и вечером. Где было развито скотоводство, они питали 3-разово, но более зажиточные питались 4 раза. Но и самым сытным был, конечно, ужин, когда подавали мясо или рыбу, когда семья вся собиралась. Угу. Традиционный рацион питания наших предков примерно был представлен таким образом: с утра кюрчах, потом сытный такой мясной обед, на ужин давали молоко или яйца, полдник обязательно лепешки наши растительные с кисломолочным. И также у наших предков был обязательно такой сезонность характера питания, о чем мы забыли. Да? И все это способствовало тому, что заготавливались в огромных количествах квашеные продукты. Квасили не только молочные продукты и растительные продукты, квасили также и рыбу, квасили и мясные продукты. Это все наши умели. И, конечно, вот эта еда ферментированная, кисломолочная, она способствовала здоровью кишечника. И такое грозное заболевание, как туберкулез, который известен эпидемиями в 20 веке, до земледелия были только такие спорадические случаи. В том числе и благодаря питанию наших предков. Ну и, конечно, суровый климат нашей земли способствовал тому, что у нас выработался веками вот этот белково-жировой тип питания. И жир северных млекопитающих и рыб содержал большое количество омега-3.
Вот сейчас все говорят, северные там морей, северных морей ешьте рыбу. Можно кушать спокойно и нашу жеребятину, можно кушать и оленину, и наши речные озерные рыбы. Содержание омега-3 в них достаточно. И самое главное, у них правильное соотношение омега-3, омега-6. Также оленина содержит в 13 раз больше витамина D, чем говядина. Да? И белка тоже значительно больше, чем в говядине. Фактическое питание современных геронтов, это 12-й год, изучили питание, и мы видим, что чем ближе к долголетию, к 90 лет, тем больше в рационе питания становится доля жиров, и это правильно. И только благодаря полезным жирам, благодаря тому, что сокращалось количество углеводов, высококалорийных углеводов, это способствовало активному долголетию. А что мы сегодня имеем? Сегодня мы имеем, конечно, нездоровое питание, дефицит белков, воды, дефицит полезных жиров. Так? И зато избыток сахара, рафинированных продуктов. И имеем также хронический недосып, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, самоотравление алкоголем и табаком. И все это не способствует здоровью. И все это ведет к вырождению, к сожалению. И в чем же оно проявляется, это вырождение? Нарастание количества бесплодных пар, нарастание количества детей с аутизмом, маловесных детей, у которых еще идет грубая задержка психоречевого развития, рост ожирения, сахарного диабета, других заболеваний, аутоиммунных, онкологических заболеваний, неврозы, психозы, хронический стресс, нарушение привычных ролей, маскулинизация женщин, феминизация мужчин. И все это все признаки вырождения. И главная причина вырождения – это отравление организма. Или мы сейчас это называем митохондриальной дисфункцией. Что же делать? Выход есть – это возврат к истокам. Надо вернуть пищу предков. У сильных генов, имеющих преимущество перед остальными, больше шансов перейти по наследству к следующему поколению. Это гены, которые давали нашим предкам силы и здоровье в крайне суровых условиях. И сегодня мы приблизительно знаем, как они питались. Это мясо, субпродукты, жир животный, рыба, яйца, высокожировая молочная продукция. Это зелень, овощи надземные можем использовать. Это растительные масла из орехов, специи, ягоды, дикоросы, фрукты в ограниченном количестве. И практически тип питания традиционный, белково-липидный, сейчас это считают низкоуглеводным, высокожировым стилем питания и плюс безуглеводным, безглютеновым. Поэтому пища предков – это управление негативного тренда. Это рацион питания, который биохимически соответствует всем генетически заложенным особенностям функционирования человеческого организма. И это очень важно. Мы обязаны исправить неверные губительные привычки пищевые своих детей, чтобы повысить наши шансы иметь внуков и здоровых внуков. Да, и здоровье возвращается с традиционным питанием. Это тоже изучено, это уже показано. Именно низкоуглеводный, высокожировой, безглютеновый стиль питания, который был у наших предков, он положительно влияет на все факторы метаболического синдрома, улучшает состояние артерий, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, восстанавливает гормональный фон, уходит лишний вес. Простая перемена типа питания с углеводного западного на традиционный белково-жировой может радикально изменить наше здоровье в лучшую сторону. Популяризация традиционных блюд и создание новых образцов питания – это забота о здоровье нашего народа и прежде всего детей. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия Дмитриевна. Да, ваши предложения хорошенько сформируете по вашей деятельности, что Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, да, в своих таких полномочных задачах берет на себя в рамках введения профилактических мер популяризацию здорового питания, да, агитационно-пропагандистскую, информационно-образовательную работу, то, чем вы начали уже работать. И очень важно, что Анастасия Дмитриевна
много проводит лекций, образовательных, информационных мероприятий и в организованных коллективах, в школах, в организованных коллективах предприятий, да, это очень важно. И чем больше будут специалисты подготовлены в этой области и будут вести правильную такую грамотную работу, это для нас очень важно в продвижении вообще проектов, которые мы продвигаем, и в том числе вокруг разговора на круглом столе, который мы собрались сегодня. Да? В 2022 году вот на базе Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук через государственное задание Министерства науки и высшего образования была организована лаборатория нутригеномики. Практически на сегодня из таких академических, да, лабораторий, которые ведут фундаментальные работы, вот эта лаборатория, то, что мы имеем, это очень важно. Эта лаборатория является молодежной лабораторией, и сейчас в рамках, на базе вот этой лаборатории ведется подготовка молодых специалистов, ученых и специалистов, инноваторов в области гигиены питания, диетологии, нутрициологии, пищевых и биотехнологий, то, что связано с культурой, да, введение традиций питания, традиционного питания народа Саха. Вот сегодня как раз принимает участие у нас специалист в области гигиены питания с докладом о значении якутской национальной кухни на микробиоту желудочно-кишечного тракта Галина Прокопьевна Михайлова. Пожалуйста. Можно пульт? Здравствуйте, уважаемая Ульяна Михайловна, Николай Николаевич, участники круглого стола. Мой доклад на тему значения якутской национальной кухни на микробиоту желудочного кишечного тракта человека. Как говорил великий медик Гиппократ, все болезни человека – это результат нарушения питания. Согласно его учению, при правильном питании организм функционирует должным образом, потому что он формируется из тех элементов, которые в него поступают. Вообще, что такое микробиота? Микробиота – это микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем. То есть при возникновении дисбаланса данных микроорганизмов у человека возникают те или иные патогенные состояния. Да? На микробиоту кишечника влияют, начиная от характера рода разрешения, наличие заболеваний. Также это грудное вскармливание, тип питания, физические упражнения, климатогеографические условия места проживания, прием лекарственных препаратов и возраст человека. В 2017 году была открыта двунаправленная связь, так называемая ось кишечника с головным мозгом, где было доказано влияние кишечника, состояние микробиота кишечника, да, на развитие таких психических заболеваний, как депрессия, тревога, шизофрения, также развитие заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, кожных заболеваний, заболеваний печени, аллергии. На данном слайде представлен обзор отдельных родов и видов кишечных бактерий, обычно подверженных воздействию диеты. Так, например, бифидобактерии могут вызывать такие физиологические изменения в организме, как выработка короткоцепочечных жирных кислот,
Они могут также улучшать слизистый барьер кишечника. Бактероиды же могут активизировать CD4 Т-клетки, например, лактобациллы могут продуцировать также короткоцепочечные жирные кислоты, также у них наблюдается противовоспалительная и противораковая активность, которая ослабляет, например, вот воспалительные заболевания кишечника. Ну, как уже отметили мои коллеги, у коренных жителей Якутии белково-липидный тип питания, и нужно отметить влияние пищевого белка на кишечную микробиоту. Так растительный белок так влияет на микробиоту кишечника, что повышает кишечный барьер, да, и снижает воспалительные заболевания. Животный же белок, снижая содержание короткоцепочечных жирных кислот и 3-метиламинэноксида, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и развития воспалительных заболеваний кишечника. Влияние пищевых жиров на микробиоту человека. Ненасыщенные жиры приводят к снижению холестерина, липопротеидов, низкой плотности. Насыщенные жиры приводят к снижению резистентности к инсулину. Углеводы не ловит. Что касается углеводов, на данном слайде показано сравнение влияния натурального и искусственного сахара на микробиоту. Натуральный сахар увеличивает содержание бифидобактерий, при этом снижает бактероиды, а искусственные подсластители же снижают бифидобактерии и увеличивают бактероиды, снижает содержание кластридий, лактобацилл, что может привести к развитию воспалительных заболеваний кишечника. Влияние клетчатки на микробиоту тоже представлено на данном слайде. Оно приводит к обилию бактерий, к генному богатству и тоже увеличению определенных бактерий, лактобацилл, бифидобактерий. Ферментированные продукты, содержащие молочно-кислые бактерии, такие как кисломолочные продукты, йогурт представляет собой источник съедобных микроорганизмов, которые могут положительно регулировать здоровье кишечника и даже лечить или предотвращать воспалительные заболевания кишечника. Пробиотики вообще увеличивают общую бактериальную нагрузку при регулярном употреблении ферментированного молока и йогурта. Заметно увеличивает количество полезных кишечных бифидобактерий, лактобацилл, увеличивает концентрацию общих аэробов, анаэробов, лактобацилл, бифидобактерий, стрептококков по сравнению с плацебо. Значительно снижает количество энтеропатогенной кишечной палочки и хеликобактер пилори, ускоряет кишечный транзит, увеличивает общий сывороточный иммуноглобулин А для усиления гуморального иммунного ответа. Диетические полифенолы тоже активно изучаются в данное время.
Обычные продукты с высоким содержанием полифенолов – это фрукты, семена, овощи, чай, которые повышают уровень липопротеинов высокой плотности в плазме и снижает концентрацию триацилглицерина, С-реактивного белка. На данном слайде представлено влияние пищевых компонентов на иммунные параметры таких пищевых компонентов, как короткоцепочечные жирные кислоты, активация толподобных рецепторов, это воспаление белой жировой ткани, метаболической эндотоксемии, уровни липополисахаридов, С-реактивного белок, интерлейкины 6-10 и иммуноглобулин А. Также представлено сравнение влияния таких пищевых компонентов, как холестерин, липопротеин низкой плотности, высокой плотности, триглицериды, инсулиноподобный фактор роста 1. В 2021 году было переиздана методические рекомендации нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах различных групп населения Российской Федерации. До этого было оно издано в 2008 году. И в этих новоизданных рекомендациях впервые включены положения о кишечном микробиоме как базисе для оценки пищевых воздействий, а также рекомендации по поддержанию оптимального состава и биологической активности кишечного микробиома с помощью элементарных факторов, в том числе пробиотиков и пребиотиков. Понятие определения пребиотиков и пробиотиков изложены в 4 статье технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции еще 2011 года. И в техническом регламенте о безопасности молока и молочной продукции тоже прописано определение наших национальных молочных продуктов питания, нормы содержания живых микроорганизмов, да, пробиотики – это наши органические, натуральные, наши кисломолочные продукты. И все нормы уже имеются, нормы содержания живых микроорганизмов. Также прописаны в данном техрегламенте правила к условиям производства, хранения, транспортировки, реализации молока и молочной продукции. Тут надо отметить, что немаловажную роль имеет соблюдение правил хранения не только на торговых лавках, да, но и в домашних условиях. Ну и заключение и дальнейшее развитие направления это является дальнейшее исследование в области внутригеномики, науки о влиянии питания человека на экспрессию генов, которые можно разделить на 2 ветви. Это, собственно, сама нутригеномика, которая исследует эффекты нутриентов и их связь с характеристиками экспрессии генома, протеомика, метаболомика и результирующие изменения в метаболизме. И это нутригенетика, которая исследует эффекты генетической вариабельности во влиянии диеты на здоровье с привлечением данных относительно чувствительных групп населения. Например, лиц, имеющих диабет, целиакию, фенилкетонурию и так далее. Также дальнейшее развитие – это в персонализированном питании, новой концепции, которая использует алгоритм для прогнозирования метаболических реакций на прием пищи. Поэтому, как санитарный врач, добавлю еще, что необходимо производителям повышать квалификацию работников, а дома повышать культуру питания. Спасибо за внимание. Спасибо, Галина Прокопьевна, за содержательное сообщение. И дальше, раз концепция дана, и дальше будем работать на таком достойном, грамотном уровне. Следующий доклад представляется Борисовой Варваре Леонидовне, врачу-педиатру, эксперту по репродуктивному здоровью. Пожалуйста.
о современных проблемах питания и здоровья детей Якутии. Ну, очень такой в год детства, очень актуальный доклад, который мы сейчас послушаем. Добрый день, уважаемые слушатели круглого стола. Меня зовут Борисова Варвара. Я врач-педиатр, практикующий. Я работаю в клинике Дельта и являюсь главным врачом этой клиники. Вот с некоторых пор. Для меня сегодня очень важно, и я очень благодарна за возможность выступить на этом круглом столе, потому что для меня это такой новый опыт, и со стороны практикующего врача я бы хотела показать свое видение данной проблемы, и я думаю, некоторые моменты моего доклада будут интересны родителям. Вот. Смотрите, вообще в реалиях современного мира в 21 веке мы в эпоху глобализации страдаем от ассортимента высококалорийных продуктов питания, да, но с низким содержанием питательных веществ. Вот мне просто хотелось показать, какие раньше у нас были дети 120 лет назад. Это дети в одном из якутских сел в 1901 году, да, и современные наши дети нынешнего времени. Вот. Всем педиатрам и неонатологам, детским специалистам, да, и знакомая организация ЮНИСЕФ, это детский фонд ООН. Когда меня еще не было на этом свете, в 1989 году они опубликовали таким же сборником 10 принципов грудного вскармливания. Так ведь, да? Вот. Тогда эту организацию беспокоил голод детей на всей земле. На сегодняшний день эту организацию беспокоит обилие продовольствия, да, и продуктов питания. В мире 149 миллионов детей младше 5 лет, они отстают в росте. А почти 50 миллионов страдают от истощения. Казалось бы, 340 миллионов детей испытывают скрытый голод, то есть это нехватка витаминов и минералов, да, при обилии гастрономии, продовольствия и продуктов питания. При этом показатели избыточного веса и ожирения все равно стремительно растут. Смотрите, вот эта организация нам дает посмотреть на такую карту, в каких регионах рост детей не соответствует нормам здоровья. И, к сожалению, серая зона — это не очень хорошая зона, мы находимся в ней всей страной. Вот. И, значит, во всем мире из 3 детей рост одного ребенка в возрасте до 5 лет не соответствует нормам. 59% детей во всем мире не получают питательные вещества из продуктов животного происхождения совсем. И 44% детей во всем мире не едят фруктов и овощей вовсе. Вот. Теперь хотелось бы для того, чтобы привести вас к ключевой теме своего доклада, ознакомить вас с статистикой Российской Федерации 2023 года, начиная с 2010. Смотрите, кишечных инфекций и паразитарных инфекционных заболеваний как будто бы стало меньше. Вот. Это дети до года. Мы рассматриваем детей до года. Значит, и у детей до года как будто бы стало меньше заболеваний крови, кроветворных органов, отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм. Анемии в том числе, да, железодефицитные, B12 дефицитные анемии у нас все тут. Ой, извините. И, значит, на следующем слайде рахит в нашей стране все еще есть. Вот. Достаточно большие показатели все равно сохраняются, да, и болезни органов пищеварения как будто бы идут тоже к спаду. Вот. Но
Если взять детей до 14 лет, все эти показатели как будто бы снижаются. Но смотрите, мы подошли к детям, страдающим сахарным диабетом и ожирением. Эти показатели за сколько? 12 лет выросли практически в 2 раза. Очень много детей с ожирением и сахарным диабетом. Вот. И если брать категорию определенную, да, вот предвзрослого возраста, вот подростков 15-17 лет, всех практически этих детей мы можем увидеть на данной таблице. Смотрите, как их стало много. Вот. Какие в практике врача-педиатра я вижу проблемы, да, в питании и в зависимости от возраста. Вот избирательность в питании. Да, я это хочу кушать, это я не буду. Больше характерно для детей младшего школьного и дошкольного возрастов. Недостаточно, возможно, обученные, да, и обладающие знаниями родители могут быть. Вот. И мы в последнее время очень много стали поощрять детей едой. Правда ведь? Вот если ты что-то сделаешь, мы пойдем и купим то-то, то-то. Вот знакомая, наверное, да. Это очень плохо, конечно. Большое количество углеводов, мало белков. О том, о чем вот говорили все мои старшие коллеги до меня. Да, и современные дети очень много отказываются от красного мяса. Я не имею в виду вот сырое мясо, я имею в виду оленину, говядину и жеребятину, которую мы должны, между прочим, употреблять не менее 5 раз в неделю. Вот. От молочных продуктов и от жирной рыбы. Очень мало детей, которые действительно любят рыбу. Вот. Если мы употребляем рыбу хотя бы раз в неделю, мне кажется, это уже очень замечательно. Мало таких семей. Ну и, конечно, стрессовые ситуации. Да. Так, следующий слайд. И вот статистика говорит о том, да, что в последние 20 лет ожирение диагностируется у подростков в 6 раз чаще. Обратите внимание, при этом в возрастной группе вот от 5 до 9 лет ожирение встречается в 2 раза чаще, чем от 10 до 19. Вот. 19, конечно, это уже не дети. Вот. Я думаю, все родители согласятся с тем, что здоровый ребенок большинство необходимых питательных веществ может и должен получать с пищей. Да? Но для этого нужно очень сильно постараться. На данном слайде, я очень люблю этот слайд, отображены все микро-макроэлементы, витамины, которые очень нужны подрастающему организму для нормального функционирования центральной нервной системы, головного мозга в первую очередь. Вот. И давайте пройдемся по ключевым элементам из этого слайда. Вот. Источником витамина D для наших предков была жирная рыба и сливочное масло. Вот. То, что практически отсутствует в рационе современных детей. Вот. Все почему-то думают, что витамин D, он только для роста костей, для линейного роста. Между прочим, он улучшает внимание, способность концентрации, постановки задач, позволяет фокусироваться, концентрировать внимание, и стимулирует серотонин, он улучшает настроение, поэтому дети очень счастливы. Вот. И все эти процессы нам нужны для обучения. Вот. Этот слайд тоже очень мной любим. 35-я параллель — это вот линия, которая находится чуть выше экватора. И все, что лежит выше вот этой 35-й параллели, те, кто живут выше этой параллели, недостаточно получают инсоляцию, да, и, соответственно, витамина D в толще кожи вырабатывается недостаточно. Посмотрите, пожалуйста, это мой пациент из Верхоянского района. Этих мальчиков было 2. Если кого-то шокирует, извините. И, значит, этих мальчиков 2, они были близнецы. Они ко мне приехали из севера, и они были борцы. Вот.
И, значит, вот зону роста у них скоро совсем закроются, да, и у них осталась вот такая у обоих деформация грудной клетки. Мы готовимся к одному исследованию, оно находится только на старте. Мы проанализировали 232 результата анализа на витамин D. И знаете, из всех этих детей только у 57 детей показатель был выше, извините, тут опечатка 30 нанограмм на миллилитр, что свидетельствует о дефиците витамина D. Вот. И то из этих 57 детей половина является моими пациентами, которые уже получали и закрывали свои дефициты витамина D. Вот. Источником железа является красное мясо и субпродукты. Источником железа является красное мясо и субпродукты, которые в современном мире наши дети, к сожалению, употребляют тоже совсем мало. Почему у детей часто встречается дефицит железа? Во-первых, им нужно больше железа для роста, да, и неэффективное питание присутствует. Мы очень много требуем от детей, да, чтобы они учились, посещали секции, выигрывали в каких-то соревнованиях, показывали какие-то успехи, но, к сожалению, в реале обеспечить им полноценное питание могут не все. Это очень тяжело в ритме современной жизни. Вот. Прием препаратов кальция и магния бесконтрольный, он замедляет усвоение железа, вымывает железо. И, конечно, нужно учитывать у девочек подростковые дисменории. Вот. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Вот мы всегда говорим омега-3, омега-3. Это 3 кислоты, указанные в верхнем углу. Альфа-линоленовая, козапентеновая, докозапиксиеновая. Вот. И они, значит, участвуют в передаче нервных импульсов. Они содержатся в рыбе, они обладают замечательным противовоспалительным эффектом. Они очень нужны детям. Дополнительный их прием достоверно улучшает память. Вот. Омега-3 также и нужна для развития плода. На этом я не буду останавливаться. Дети недополучают омега-3, потому что не едят рыбу. Вот. Среднюю потребность описала, и показатель в крови называется омега-3 индексом. Кальций мы на самом деле можем получать из молочных продуктов, если употребляем их каждый день. На фото всеми любимый кёрчах с добавлением ягод. Вот. Йод, Республика Саха-Якутия относится к территории с выраженным йодным дефицитом. Вот. И, наверное, плохо, что на территории нашей республики нет водорослей, которые мы могли бы поедать испокон веков. Вот. Потому что эти гормоны щитовидной железы, они регулируют весь наш метаболизм. Вот. Пару слов про магний. В начале 20 века магний широко использовался у недоношенных, детей с дефицитом массы тела, а потом с конца 90-х о нем как бы подзабыли. Вот. И перестали назначать. Вот. На самом деле он очень сильный стабилизатор всех клеток организма. Вот. Он нам всем очень нужен, обладает замечательным антидепрессивным действием. Вот. И вот отрадно, что мы начинаем о нем вспоминать. Да, И в заключение я бы хотела сказать, я извиняюсь за такие размытые заключения, но я больше скажу со своих слов. До сих пор в 21 веке, в третьем десятилетии, мы обеспокоены вопросами питания детей, скрытым голодом, то есть ожирением и дефицитом микро-макроэлементов жизненно необходимых витаминов. И вот
обязательно все дети, проживающие на территории Республики Саха-Якутия, они должны получать дополнительную дотацию витамина D, омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, магния и йода. Вот. И что бы я еще хотела сказать по поводу продовольствия, возвращения к этнической пище. Как я уже выше отметила, современным якутским детям, говоря со слов практикующего педиатра, очень не хватает адаптированных молочных творожков, сырков, специальной молочной продукции для детей до 3 лет. Потому что вы знаете, что творог взрослый, который могут есть и употреблять взрослые, он не подходит по белковой своей части для детей до 3 лет. Вот. Поэтому было бы прекрасно, если бы из местного сырья у нас был бы какой-нибудь молочный продукт, который мы могли бы иметь в доступе, а не гоняться по большим супермаркетам за привозным творогом и другой молочной продукцией. Вот. Спасибо за внимание. Варвара Леонидовна, большое спасибо за столь содержательный доклад. Варвара Леонидовна очень много работы ведет о популяризации якутской пищи как педиатр. На правах модератора я скажу вот такое. Вот у меня осталась недосказанность, вот поэтому я вас сейчас я включу. Вот отсюда мы начнем. Рацион питания современного якута, да? Это дополнение к моему докладу. Рацион питания современного якутов такой, что мы стали вот такими. Это наш пациент. За 5 месяцев вот изменения у него, посмотрите, примерно 54 килограмма жировой ткани ушло. Это вот 18 января он начал, 29 июля за 5 месяцев 54 килограмма минус жировой ткани. Молодой человек 16 лет. И таких детей очень много. Вот это наши будущие нации, понимаете? Поэтому наши вот такие круглые столы, наши вот такие креативные недели в основном должны быть направлены на вот таких молодых людей, чтобы они стали последующим, скажем, основой нации. И вот еще скажу вот такое. Одно из главных показателей здоровой нации – это спортивные достижения представителей этой нации. Вот в этом году в Париже у нас будут выступать 4 наших спортсменов якутских. Это Георгий Окуроков, это Аял Петрович Лазарев. Вот этих 2 пациентов, не пациентов, извиняюсь, оговорился, спортсменов, ведем мы клиника Дельта. Аял Петровича мы уже во 2-й раз подводим к Олимпиаде по медико-биологической части. Георгия Окурокова мы позапрошлом году под свое крыло взяли. И еще наших 2 спортсменов Ариана Тютрина и Рассадина Виктора мы в свое время 2,5-3 года назад тоже медико-биологической части ввели. Это я не ради бахвальства говорю, а говорю для того, чтобы наглядно показать, если мы будем питаться национально-этническим типом питания, если мы будем придерживаться культуры питания, витаминизации, в каждом Олимпиаде мы не только будем участвовать, но и будем перевозить медали. Спасибо. Спасибо большое Варваре Леонидовне за сообщение о детском питании и здоровье. Да, действительно, это один из таких важных, актуальных вопросов на сегодняшний день. И мы все сообща, здесь сидящие за круглым столом специалисты, кого не затронули эти проблемы избыточного веса, ожирения, проблемы, наоборот, истощенного организма, да, и нужны очень грамотные такие специализированные подходы в плане оптимизации питания,
ну, такого коллективного, популяционного, и который ведет к персонализации питания. Вот Николай Николаевич сейчас показал эти фотографии, где конкретно занимаются с каждым, ну, с этим, с отдельными чемпионами, спортсменами. Это на сегодняшний день тоже такой архиважный вопрос. Спасибо большое. И вот когда Институт питания был, сейчас он называется Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий, безопасности пищи, они проработали формулу питания человека 21 века. Да? Конечно, основным продуктом являются натуральные продукты. Чем больше натуральных, экологически чистых продуктов употребляет человек, тем уже обезопасенность для здоровья гарантируется. Да? И в этой формуле, если не хватает натуральных, экологически чистых, обеспеченных всеми микронутриентами, макронутриентами, да, микронутриенты – это витамины и минеральные вещества, микроэлементы. Если не хватает, то прописано вплоть до того о разработке специализированных продуктов питания, функционального назначения, заданной химической формулой, и в том числе дополнение к рационам витаминно-минеральными комплексами и пищевыми биологически активными добавками. Да? И я хочу следующий доклад представить специалисту, научному сотруднику лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов Якутского научно-исследовательского института Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук Татьяне Васильевне Слепцовой. У них сейчас на данный момент вот по госзаданию прорабатывается вопрос изучения состава дикорастущих ягод, да, в разных муниципальных образованиях региона Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Татьяна Васильевна, роль дикорастущих ягод в восполнении дефицита микронутриентов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники круглого стола. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему «Роль дикорастущих ягод в восполнении дефицита микронутриентов». Дикорастущие ягоды являются важным природным экологически безопасным источником ценных питательных веществ, витаминов, антиоксидантов, микроэлементов в рационе питания человека. Биохимический состав ягод и содержание в них биологически активных веществ значительно изменяется в зависимости от климатических условий, ареала и факторов произрастания. Полученные новые данные о биохимическом составе ягодного сырья, произрастающего в конкретном регионе, позволяют более обоснованно рассчитывать пищевую ценность и корректировать рацион питания здоровых и больных людей. Оценочные запасы дикорастущих ягод Якутии составляют брусники 2,1 миллиона тонн на площади 20 миллионов га, голубики 0,6 миллиона тонн на площади 4,6 миллиона га. Так, в рамках государственного задания нами исследованы 9 видов дикорастущих ягод 6 арктических улусов Якутии.
Сбор образцов для исследования пищевой и биологической ценности дикорастущих ягод произведен в Анабарском, Булунском, Момском, Верхнеколымском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах. Климатические условия районов исследования не одинаковые и значительно влияли на пищевую и биологическую ценность ягод. Для представления пищевой и биологической ценности мы взяли на примере голубику обыкновенную. Голубика обыкновенная относится к семейству березковых, имеет очень широкий ареал, который охватывает почти все северные полушария. В Якутии встречается во всех районах. В таблице 1 видно, что количество сухих веществ изменяется от 12 до 13%, содержание белка от 1,6 до 1,9%, жира от 0,6 до 0,7%, содержание суммы сахаров от 15 до 16%. Большинство случаев отмечена достоверная значимая закономерность повышения содержания сухих веществ, белка, жира, сумма сахаров в ягодах, произрастающих в более прохладных Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Среднеколымском районах в сравнении с ягодами, собранных с участков на территории Момского улуса. В ягодах, произрастающих на территории более теплого Момского района, оказалась самая низкая калорийность – 72,2 килокалорий на 100 грамм, которая была на 12% меньше, чем у ягод, собранных в Анабарском и Булунском районах. Таблица 2. Витамины имеют важное значение в осуществлении обмена веществ, процессов роста и биохимического обеспечения жизненных функций организма. Одним из основных показателей, определяющих ценность ягод, является содержание витамина С, аскорбиновой кислоты. При его недостатке в организме человека отмечается повышенная утомляемость, снижение работоспособности, ломкость сосудов, расшатывание зубов. Результаты биохимических анализов ягод голубики из разных арктических районов Якутии показали, что содержание аскорбиновой кислоты 25 и 29 мг на 100 грамм в ягодах, произрастающих на территории Анабарского, Булунского и Верхнеколымского районов, большинство случаев было существенно на 20% выше, чем в ягодах Момского района. В соответствии с методической рекомендацией Роспотребнадзора, порции 100 грамм свежих ягод голубики, произрастающие в арктических районах Якутии, удовлетворяют суточную потребность взрослого человека витамина С на 30%, витамина 1 – 3%, витамина 2 на 2,5%, витамина В3 – 4%. Свежие ягоды являются одним из основных поставщиков минеральных веществ в организме человека, недостаточное потребление которых может привести к развитию ряда алиментарно зависимых заболеваний. Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что ягоды, произрастающие в более прохладных Анабарском, Булунском районе, содержание макроэлементов калия, кальция, магния, натрия и микроэлементы железа было более чем на 12,22% в сравнении с ягодами Момского района.
В сравнении с другими авторами следует, что анализ данных биохимического анализа показал, что содержание аскорбиновой кислоты, макроэлементов и микроэлементов в ягодах голубики, произрастающих в районах арктической зоны Якутии, 1,4 раза больше, чем в ягодах, собранных на территории Западной Якутии. Это пригород города Мирный, Вилюйский район, Сунтарский район. И 1,5 раза больше центральной Якутии. Это город Якутск, Хангалатский и Намский район. Таким образом, высокое содержание белка, жира, сумма сахаров, витаминов, макро- и микроэлементов в ягодах накапливается в более прохладных агроклиматических условиях при выпадении оптимального количества осадков. Второе. Биохимический состав ягод голубики арктических районов Якутии в значительной степени зависит от температуры воздуха и количества осадков в июне. Также установлена слабая положительная связь содержания в ягодах белка, жира и суммы сахаров с количеством суммы гумусов, нитратного азота и подвижного фосфора. Третье. Отмечено более высокое содержание витаминов и макро-микроэлементов в ягодах голубика обыкновенной, произрастающей на территории арктической зоны Якутии в сравнении с западными и восточными регионами республики. Спасибо. Спасибо, Татьяна Васильевна. Пользуясь случаем, разрешите поздравить с защитой кандидатской диссертации в апреле месяце. Татьяна Васильевна, да, в городе Новосибирске прошла на диссертационном совете по специальности сельскохозяйственной науки защиту кандидатской диссертации. Спасибо. Спасибо. Очень интересная работа, которую нужно в этом году завершить достойно. Так, одним из таких достижений, главных достижений ученых, специалистов, да, считается вообще разработка закона об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Саха-Якутия. Вот в декабре 2022 года принят был такой закон, и там в статье 5 как раз говорится о якутских национальных пищевых продуктах. И я с большим удовольствием вообще представляю к выступлению Розаиды Петровны Гудуевой, да, ну также так и называется тема ее доклада. Да, Розаида Петровна многолетняя является основателем, продвигателем, вот и в том числе вот вопросов якутской национальной кухни и вообще всех пищевых технологий, да, якутских продуктов и блюд. Пожалуйста, Розаида Петровна. Спасибо большое. Но сегодня мы услышали и поняли, да, здесь выступающие, настолько у нас остро стоит вопрос национальной кухни, да, и вот и как он остро стоит, в каком смысле? Это современный технический уровень, качественное производство высококачественных наших продукций, отвечающих на все стандарты. Да? И вот сами... Сегодня вы прекрасно знаете, что у нас внутренний рынок приходит всякого рода пищевые продукции. Это особенно вот эти фальсифицированные пищевые продукты, в том числе вот биологически активные добавки, материалы и изделия, это пищевые продукты, в том числе биологически активные добавки, материалы и изделия умышленно измененные, поддельные или имеющих является заведомо неполной или недостоверное качество, да?
Мы все знаем, что пищевики работаем, у нас есть закон 29 ФЗ о качестве безопасности пищевых продуктов от 2000 года. Вот и фальсификат бывает следующих видов, да, ассортиментный, изменение наименования, марки. Вот как раз таки вот такие ассортиментные изменения наименования у нас-то состоит особенно вот наших национальных продуктов. Мы, наверное, в магазины выходите, видите, да, то написано сорот, то написано суорот, и так далее, и так далее. Вот. И у нас все эти технические условия, которые еще с 1970-х, 60-х годов разработаны, они были разработаны, но, к сожалению, вот сейчас они утратили свою актуальность. В каком смысле? Сегодня вы все прекрасно знаете, да, что, требования техрегламента вот 2000 года очень большие требования. К этому вообще сегодня национальные наши виды продукции практически не отвечают. У нас республики, да, вот свои вот это именно наши национальные, наши предки, мясо, особенно мясо, молоко якутских коров и наша конина, жеребятина и так далее, это и наши вот эти рыба всякого рода, да, они являются очень таким нужным для нас. Сегодня вот вы, ученые, говорите, да, вот очень приятно было слушать, да, и сегодня практически вы все говорите, что этого не хватает, то надо делать. Это крик души у вас, да, на самом деле. Ну, давайте тогда вот мы сегодня вот сидим вот в работе участвуем нашего этого интересного круглого стола, и, как говорится, Ульяна Михайловна, это у нас самый главный человек в этой части, да, собрать нас всех, да, вот этих ученых, которые открыли, вот кто-то, вот Николай Николаевич работает, много чего, кто работает, да, вот молодежь начали работать, мне очень это приятно, да, и вот поэтому мы должны вот сегодня, в принципе, наш вот этот закон, который о мерах, да, который мы говорим, да, о мерах Господи, что тут... Так, я сейчас скажу. Так, об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности якутских национальных пищевых продуктов. Мы сегодня, вот эти наши предприятия, ЯНИСК, АГАТУ, все они начали, давным-давно работают, но они не прошли техрегистрацию. Вообще нету. Поэтому в этом разе мы должны сегодня вот все собраться и вместе работать. Все то, что вы сегодня говорите, какие виды продукции у нас были, вот вплоть до керчиха, все, которые действительно наши сунюлой продукции, молочной продукции, мясные продукции, рыбной продукции. У нас же, конечно, очень много, только вот 20 наименований молочной продукции. И, естественно, все это вот сейчас выступали как раз по дикоросам, да. И, здесь технологическое оборудование или что особо не надо. В основном-то нашей вот этой продукции необходимо вот всякого рода добавки, да, вот дикоросы, травы и так далее, да. Поэтому мы, конечно, начали вот работать, эту работу мы, в принципе, начали. Вот это, я сейчас вкратце скажу еще, вот наше предприятие, может быть, не поняли, да, есть такой Центр пищевых технологий, оно является подведомственным предприятием Министерства сельского хозяйства. И мы это предприятие пытались организовать 5 лет, но мы организовали это, да. И у нас есть очень хорошая лаборатория, испытательная лаборатория, которая сегодня отвечает по всем требованиям нашей вот пищевой отрасли, да. И вот это предприятие у нас аккредитовано
Мы 184 анализов можем по пищевой отрасли делать. И мы сегодня подтвердили, да, мы сейчас еще второе подтверждение, сейчас готовимся на аккредитацию конкретно вот этой нашей лаборатории. Поэтому мы части испытаний наших этих национальных продуктов мы можем конкретно работать. Но нам должны все, вот это сообщество и здравоохранение, и наука, вы должны нам помогать именно по разработке технических условий и технологических инструкций. У нас вообще, у нас есть функция, да, мы работаем еще по части мониторим качества организации школьного и дошкольного питания. Вы совершенно правы, сегодня наши дети, в принципе, да, 50% у них не хватает вот энергетической ценности по разработанному меню, да. И также у нас, естественно, самое плохое то, что у нас организация питания очень слабая сегодня. Это столовые сами школьные готовят или аутсорсинг. А что такое на 190 рублей, как можно наших детей кормить? И тут только мечтать приходится то, что вы сегодня говорите, да, вот это надо, то такие вот эти национальные виды разработать, надо, чтобы наши дети здоровые были и так далее. Вот здесь-то мы уже какой год ставим вопрос, да, что мы все-таки требуем индустриализации школьного питания. Что это такое? Вот в большинстве республиках, да, соседних, уже комбинаты школьного питания работают. А у нас в республике, но никак не можем с мертвой точки этого вопрос двигать. А вот мы, просто наше предприятие, мы хотели экспериментировать и доказать, что мы в Ленске создали такой маленький, да, там в Ленске 5-6 школ, и они сделали очень хороший комбинат школьного питания, понимаете? И сейчас дети с удовольствием идут кушать, заявления пишут, родители платят и так далее, и продукция, и все оно 90% местное. Вот вы видите, да, Якутский гормолзавод, Якутский хлебокомбинат, пищекомбинат, агрохолдинг Туймада, также наша птицефабрика, они очень хорошо начали работать со школьниками. Сейчас по Якутский хлебокомбинат, руководитель лаборатории, да, Людмила Михайловна после меня буквально на 5 минут скажет, да, какие проблемы есть, да. И мы сегодня правильно говорите, Якутский гормолзаводе, мы уже 2-й год работаем и создали молочную кухню, которая действительно будет кормить с 6 месяцев до 3 лет. И там вы, как говорите, давайте молочную продукцию, давайте основном молочной продукции, это творожные изделия, значит, кисломолочная продукция, естественно, молоко. И также мы будем выпускаем практически в июле уже начнем для беременных женщин витаминизированное молоко. Это конечно, в какой-то степени наша маленькая победа. И этот опыт мы будем двигать во всех крупных наших районах и так далее. Так, дальше, значит, как Ульяна Михайловна говорит, мы именно по нашей инициативе очень долго тоже мы работали, 3 года вокруг ходили по всем этим коридорам власти и так далее. И выпустили такой закон об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Там 5-я статья есть. 5-я статья. Это национальные пищевые продукты, видите, да? И здесь я сказала, у нас очень много выпускает каждый, это не беда наших пищевых предприятий, это было позволено, это наши федеральные органы, да, что каждый предприятие может выпускать свою продукцию, разработать технические условия и так далее.
и выпускать, на рынок выпускать, да? И поэтому у нас, вот вы как бы видите, только каких только названий якутских вы на рынке видите. На самом деле они фальсифицированы, а на самом деле они вообще, если сегодня по требованиям Санпина и вообще вот чисто ТРТС, они вообще не должны выйти на рынок. Понимаете? Поэтому мы вот на основании вот этой статьи до 5 мы сейчас предприятие наше разработает перечень национальных продуктов. Это большая перечень и большая работа. И вот тогда мы технические условия, технологические инструкции будем делать. Я жду вашей помощи. Да, Ульяна Михайловна, поэтому мы с вами давно говорим, и вы должны нам помощников дать, да? И там, естественно, будет работать эта наука. Без науки мы никуда. И так далее. И после этого мы пройдем регистрацию, ТУ пройдем, все, да, перечень утвердим постановлением правительства, тогда мы пройдем перерегистрацию и войдем в каталожный список Росстандарта. После этого, пожалуйста, мы любой ритейлер на закупки, любой на социальное питание, школьное питание, социальное питание мы можем наши пищевики производить и участвовать должны, да? Ну, задачи у нас очень большие, я уже все сказала, что технические условия и так далее. Как мы пройти должны через наш центр стандартизации и так далее. Это очень большая работа. И еще вот сегодня до обеда здесь круглый стол был, да, и там у нас, конечно же, общепит очень много выпускает наших национальных видов продукции. Они, конечно, все поняли, наконец-то все поняли, что они даже тот же индигирка, это вот наша продукция, чисто исконно якутский наши изобрели, да, и они не могут никуда выйти. Они никакой рынок не войдут, потому что у них техническая документация, и они не прошли, единую стандартизацию не прошли. Поэтому сегодня мы с ними договорились, что тоже мы будем. Они вообще считают, что 636 наименований блюд национальных, но каждый повар по-своему делает эту продукцию, и, естественно, вы в ресторан уходите и так далее, и вы видите, каких только у нас нету блюд. Поэтому мы им тоже будем помогать. Это в части создания технического ТУ и технической документации и так далее, и чтобы они прошли регистрацию дальше и работали. Особенно у нас под брендом работают «Вкус Якутии», да, они действительно не могут никуда выйти. И все говорим же, в Москву они поехали, в ВДНХ, пожалуйста, требуют документы, а у нас этих документов нету. Но в заключение я хочу сказать, что, конечно же, наше предприятие, она многогранна, очень большую эту работу требуется от нас, потому что чисто по национальным видам продукции, да и вообще по пищевой перерабатывающей отрасли. У нас, к сожалению, городские предприятия более они креативно подходят к своей работе, да? А если мы уже спустимся в улусы, там, конечно, вы сами понимаете, покупатели, наверное, чувствуете. Поэтому, Ульяна Михайловна, Николай Николаевич, большое вам спасибо, что пригласили нас. И тоже услышали, что у нас впереди ожидается, что мы хотим делать. Пожалуйста, нам помогите, давайте вместе работать и так далее. Но я слово сейчас предоставлю Людмиле Михайловне, да? Розида Петровна. Ага, Людмила Михайловна сейчас немножко, да? Ага, хорошо. Пару слов. Ага. Пару слов. Я предоставляю производство, да. И смотрите, у нас есть линейка здорового питания, как показали на экране, да. 17 наименований мы выпускаем, и у нас есть хлеб мультисид. В этом году мы вступили в 5.
Это федеральная сеть. И вот какие проблемы мы столкнулись. У нас документация все есть, декларация все есть. Но они потребовали свидетельства государственной регистрации. И я как начальник лаборатории начала документы собирать. Обратилась в Роспотребнадзор, обратилась в Центр пищевых технологий, да, в Ярвил в лабораторию позвонила. Но никто нам анализы не делает. Это пищевые волокна. Да? И энергетическая ценность, белки, жиры делают, да, у нас, но и не делают гликемический индекс вот это хлебобулочных изделий. И нужны клинические исследования, а у нас этого ничего нету. И мы начали звонить там, коммерческий директор, директор по производству, я, начали звонить, Питер звонили, Москву звонили, и наконец-то выбили на этот мультисит хлеб, документы получили. Ну, мы выпускаем также продукцию, разработанную нашими учеными. Хлеб бетулином, хлеб с ягелем, йодированный хлеб есть у нас, да, и еще есть от Михалыча, от железа. Все они обладают медицинскими эффектами же, да, обладают, но у нас нет доказательной базы. Поэтому, имея такую хорошую лабораторию, как Центр пищевых лабораторий, да, аккредитованную лабораторию, имея своих ученых, почему мы не можем в республике сделать клинические исследования? Поэтому мы просим, как производственники, это мы еще большая же компания, да, а что эти маленькие компании могут, да? Поэтому мы просим, чтобы нам, вы организовали какой-то центр, и под ключ мы бы продукты вам принесли, и вы нам под ключ делаете по доступным ценам, да? Понимаете, потому что производство не может тоже столько, это дорогостоящая же как бы продукция, в смысле услуга, да, получить и произвести клинические исследования. Поэтому хорошо, что пригласили сюда нас, да, и вы вашими усилиями мы хотим получить вот эти свидетельства государственной регистрации, через Роспотребнадзор и с клиническими исследованиями вот эти на бетулином. У нас 17 наименований лечебных, да, поэтому просим вашей помощи. Людмила Михайловна, спасибо. Мы об этом говорили, мы с вами дружим, давно уже сотрудничаем с этими, через Центр пищевых технологий, со всеми крупными организациями, производительными. Да? У нас опыт работы есть, ученые есть, база есть, и поэтому будем говорить. Благодаря этому круглому столу вновь и вновь поднимаются проблемные вопросы, которые мы дальше решаем. Спасибо. Спасибо тоже. Позвольте, я дополню, да? У нас в нашей клинике есть такой опыт. Вот мы, наша клиника везде и всюду говорим о дефиците витамина D. И мы один раз задались вопросом, а что, если добавить витамин D, например, самый потребляемый продукт, а самым потребляемым продуктом Республики Саха-Якутия, хоть он не наш, коренной продукт, является хлеб. Каждый человек кушает хлеб. И мы задались этим вопросом, и с этим предложением я вышел на Нестерова Вячеслава, это генеральный директор Немигунского хлебозавода. И мы нашли в Германии, еще это до военных действий было, до СВО, нашли субстрат с витамином D, мы его привезли в Якутию, мы испекли хлеб, и мы нашли вот эту лабораторию Роспотребнадзора, самый точный, ФГУЗе, самый точный анализатор по стероидным вот таким делам, это витамин D является стероидом, является жидкохроматографическая мультиспирограф есть такой, хроматограф, да, жидкохроматографическая. И мы на нем сделали очень хорошее исследование этого хлеба. И в этом хлебе мы так сделали, добавка субстрата на тонну муки, и сделали так, что одна буханка хлеба имела 10 тысяч единиц витамина D. Так что все эти исследования, я думаю, в условиях Республики Саха, если постараться, можно сделать. Это технико-технологические исследования, да, а здесь говорится о доклинических исследованиях. Клинические исследования тоже со стороны медицины, какие у нас возможности, мы тоже будем
вам способствовать, принимать участие. И позвольте я, как модератор, сейчас представлю доклад нашей уважаемой Лебедевой Ульяны Михайловны. Она является главным диетологом Минздрава Республики Саха-Якутия, председатель Якутского регионального отделения Российской организации диетологов-нутрициологов, координатор Якутского регионального центра мониторинга и оптимизации питания населения, филиала ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. У нее доклад «Научное обоснование популяризации якутской национальной кухни для сбережения здоровья различных групп населения». Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые участники круглого стола, но у меня будет резюмирующий такой доклад, да, почему я поставила программу целую, да, и с точки зрения научного обоснования и методических таких подходов. Что делается в этой области у нас в республике в течение более 25 лет, да, и все мы работаем, развиваем Россию. У нас есть нормативно-правовые акты, в которых прописываются именно то, чем мы занимаемся. Да? Это указ президента Российской Федерации 474 о национальных целях развития Российской Федерации на период до 30 года. Указ президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий. Да? Это 22-31 годы, да, практически Россия, наша страна, должна выйти из такого из изоляции, и поэтому и там самым основным является научно-технологическая реформа. И то, что касается нашей тематики, вот почему мы поднимаем вопросы якутской национальной кухни, да, для здоровья и сбережения населения Якутии. Мы говорим о том, что любая пища, она должна быть полезной. И полезной может быть пища только, чем свежее, да, чем натуральнее, она и полезная. И молоко, которое привозится за несколько километров, или молоко, которое вообще рядышком через дорогу, да, они будут отличаться. И поэтому вот этот вопрос, поднятие этого вопроса, да, очень важно. Мы знаем, что наша республика, во главе главы республики, много уделяет внимания здоровью и сбережению, охране здоровья. И в 2021 году, когда был объявлен год здоровья и тут же десятилетие здоровья, да, вот и план был, и все мы работаем над этим планом, в рамках этого плана. И спустя 2 года от того указа вышел другой указ, как внесением изменений, да, это от 30 декабря 2023 года, куда были внесены изменения с учетом реализации плана мероприятий от 2021-го. Все эти документы вы, специалисты, ведущие специалисты, должны знать о существовании этих документов, в рамках чего, на основании чего мы должны работать. И с учетом, так как у нас и главой республики, и правительством республики ведется такая целенаправленная, правильная работа, оно и ведет с учетом реализации национальных проектов, да, там есть проект «Демография», да, вот Анастасия Дмитриевна подтвердит меня, над этим проектом мы работаем столько много, да, и в нашей республике медико-демографическая ситуация, в отличие от других республик, регионов, да, стоит на более хорошем уровне. Да. Это по рождаемости, мы первое место не уступаем уже более 10 лет, около 20 лет, из 9 регионов, из 12 регионов Дальневосточного федерального округа, и на 7-м месте находимся в Российской Федерации, да, и по смертности, низкая смертность и естественная прибыль населения. Вот. И в рамках этого
Вот вообще в республике официально начали работать мы, проводить исследования, начиная с 2001 года, да, такие популяционные эпидемиологические исследования по оценке фактического питания, и там еще было дополнение, да, и пищевых привычек. Это то, что подтверждается по формированию пищевого поведения. И с 2001 года уже прошло, как говорится, 23 года. А так официально правительство республики 15 лет назад, 24 июня 2010 года, сначала с Институтом питания Российской академии медицинских наук, а сейчас с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологий, безопасности пищи заключили соглашение, да, и в рамках этого они являются консультантами, координаторами во всех и в организационных, научных, методической части. Это очень важно. Почему в плане вот этого направления питания, биотехнологии, безопасности пищи, в плане научно-методических подходов, да, в нашей республике работы идут, можно сказать, если даже не побоюсь этого слова, из 89 даже регионов, а из 9 регионов арктической зоны Российской Федерации, у нас больше таких работ, которые, да, действительно показывают и вкладывают со своими рекомендациями научными, обоснованными социально-экономическое и научно-техническое развитие региона. Много в рамках таких популяционных исследований еще много фрагментарных исследований нами проводится, почему я назвала и вообще в нормативных документах государственного нормирования. Вот Галина Прокопьевна озвучила о нормах физиологической потребности в энергии и пищевых веществах от 2021 года. Четко прописано среди различных групп населения. Эти группы, они уже известны. Это женщины во время беременности, да, для них нормы другие, кормящие женщины во время кормления грудью, дети разных возрастов, это 1 года жизни, там раннего возраста до 3 лет, потом дошкольного возраста, младший школьный, средний школьный, старший школьный возраст. И не только по возрастам, но и 15 лет мальчик и 15 лет девочка, у них физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах совершенно разные. И в соответствии, так как мы со всеми головными учреждениями сотрудничаем, да, начиная от ФИЦ, питания, биотехнологий, Роспотребнадзора федерального и головных таких исследовательских институтов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, акушерства, гинекологии, перинатологии, эндокринологии. Практически со всеми мы участвуем, сотрудничаем, и поэтому мы входим с авторами вот этих российских федеральных национальных программ, да, которые идут от федеральных структур. Открытие. Недавно у меня было выступление 4 дня назад, было выступление по банкам грудного молока. Но на сегодня 2 банка грудного молока открыты у нас в республике по Дальнему Востоку, единственные. Да, это перинатальный новый центр Якутской клинической республиканской больницы. В 2022 году, 25 ноября мы организовали с участием президента объединения банков грудного молока. И в прошлом году в рамках Всемирной недели грудного вскармливания открыли в Национальном центре медицины на уровне перинатального центра. Это очень важно. Они используются не только, хотя индивидуальные банки грудного молока, да, о донорском банке мы пока не говорим. Это говорит о том, что мы детей кормим натуральной продукцией с самого рождения, и даже больных детей. И в результате в 2012 году внедрен был проект Всемирной организации здравоохранения. На одном проекте я покажу, да. И за 12 лет около 50% мы прибавили уровень грудного вскармливания. Это распространенность грудного вскармливания среди кормящих женщин
на около 50%, 48,5%. Вот посмотрите, цифры ясные, это госстатистика, да, федерального уровня, по федеральной форме 30, 26, 50 таблиц. На сегодняшний день, и поэтому фундаментальная база, она, конечно, должна обновляться, да, вот, и она выстроена. И так как она должна обновляться, конечно, исследования обязательно должны быть, мы не должны останавливаться на одном исследовании такого мохнатого года, да, в 20 лет или 15 лет назад изучили, и все, остановились, и этими данными только апеллируем. Такого не должно быть. И каждые 5-7 лет по положению и проведению мониторинговых исследований они должны обновляться. И поэтому в прошлом году на Конгрессе диетологов-нутрициологов академик Виктор Александрович Тутельян, главный диетолог страны, он создал о 10 региональных центров мониторинга и оптимизации питания населения. И мы первые туда вошли. И создали на базе вот лаборатории нутригеномики Якутский региональный центр мониторинга и оптимизации питания населения, потому что действительно будут готовиться специалисты междисциплинарного характера, да, начиная от гигиенистов, заканчивая этими биотехнологами. Вот, на сегодня выстроена методическая база среди различных групп населения. И в этой методической базе, вот приближенной к нашей тематике, да, мы разрабатываем с учетом адаптации в наших условиях и на наших женщин, детей и взрослых. С включением всех национальных видов продуктов и сырья, из которого делаются продукты питания. Вот наши книги стали лауреатами на всероссийском уровне. И практически ту методологию, да, которую проработал Институт питания, Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий, безопасности пищи, сейчас на сегодняшний день мы работаем по 2 методам исследования. Это частотный метод потребления продуктов питания и метод суточного воспроизведения питания. Мы адаптировали вот эти методики в своих условиях и туда включили по частоте потребления продуктов питания и наши вот эти национальные якутские блюда и продукты, которые наше население должно употреблять. Вот по детям мы очень честно сейчас, во всех вопросах работаем, но более 20 лет с Розаидой Петровной. И наше тоже достижение, вот создание в декабре 2020 года Республиканского центра пищевых технологий, это единственная пока организация, которая как раз занимается всеми на сегодня, так как они пока единственные на практике, да, они занимаются всеми вопросами касательно питания. И сейчас идет то, что говорим, что работа не проводится. Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия последние годы, особенно начиная с 2020 года, когда пошли федеральные средства на обеспечение горячим питанием детей с 1 по 4 класс, очень большая работа проводится. Создан Федеральный центр мониторинга питания обучающихся, и этот центр контролирует, координирует, и столько работы, столько требований со стороны федерации, и поэтому не может быть, чтобы работа не может проводиться. Работа большая проводится. Шаг за шагом, конечно, мы консолидированно будем продвигаться вперед и в нужную сторону. На сегодня озвучен был вопрос по поводу молочных продуктов для детского питания, да, чтобы даже Варвара Леонидовна просила, чтобы для детей молочные продукты должны быть, да, свои, потому что молочные продукты – это скоропортящий продукт, и они хорошо, если они свои, да. И Якутский гормолзавод
к сентябрю, по-моему, да, Розаида Петровна, уже выпускает ассортимент молочных продуктов и молока стерилизованного, витаминизированного, и творожка, и йогурта. Так что мы ждем, мы с этим тоже очень много работаем. Стандарты разработали на уровне Министерства образования и науки и с участием Республиканского центра пищевых технологий, это есть. И еще один последний момент, но то, что касается вот такого уязвимого слоя населения, вот те проекты, которые работают, я об этом сказала тезисно. А то, что касается питания населения, взрослого населения, плюс еще этих возрождения национальной кухни, да, и в том числе якутской кухни, мы взяли под популяризацию под событийные мероприятия. И эти событийные мероприятия, вот Екатерина Назаровна сегодня прекрасное такое сообщение сделала по Кумысопитию, по национальному празднику Сых, да, это есть. И еще есть одно большое событийное мероприятие в рамках зимы, начинается с Якутии, вот фестиваль такой всероссийский проходит, да, в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» мы проводим 8-ю конференцию. Вот куда я как организатор основной, да, приглашаю для участия. Вот оно состоится 30 ноября и 1 декабря, в первый день начала зимы, когда зажигается первая елка и встречаются Дед Мороз с Великого Устюга, да, и наш Чисхан. Вот, да, действительно, это не только зрелищное мероприятие, и это мероприятие надо использовать как продвижение и популяризация национальной кухни, и в том числе якутской национальной кухни для здоровья и сбережения населения республики. Будьте здоровы все, мы работаем, каждый на своем уровне имеет свои потенциалы. И если мы сообща будем работать, то, конечно, у нас результатов будет больше и полезных результатов. Спасибо большое. Большое спасибо за столь содержательный доклад. Просто диву даешься, сколько работы вы делаете. Молодцы. Мой вам поклон большой-большой. Спасибо. У нас еще есть одно выступление, которое у нас в программе круглого стола не включено. Клиника наша работает напрямую с Дальневосточным федеральным университетом, что на Русском острове. И они сегодня нас слушают, нас видят. И они бы хотели бы на 5-10 минут тоже включиться и внести тоже свои, скажем, предложения, может, какие-то, скажем, взаимодействия у нас в последующем будет с Дальневосточным федеральным университетом. Пожалуйста, включите. Не получается, да? Что у вас там? Пока идет включение, я еще дополнение хочу сказать. Мы, северные люди, якуты, сахалар, эвенки, эвены, юкегеры, чукчи, томаты, это люди совершенно с уникальным, скажем, кодом здоровья. Вот в 90-х годах говорили, нынче говорят, то, что якутам нельзя пить алкоголь. Слышали такое? Потому что у якутов недостает фермента под названием алкоголь-дегидрогеназа. Поэтому расщепление алкоголя происходит слабо, поэтому алкогольное воздействие очень плохо влияет на наш организм. Точно так же у нас, у якутов, не хватает фермента, расщепляющего углеводы альфа-галактозидазы.
есть такой фермент, который необходим для расщепления большого количества углеводов. И так как у нас не хватает этого фермента, то, что углеводное питание для нас это смерть, понимаете? Еда белого человека нам не подходит, если вот так сказать. Альфа-галактозидаза очень много вырабатывается у европейских народов, например, у тех же итальянцев. Вот итальянцы питаются вином, питаются пиццей, питаются пастой своей. Подтянутые, стройные, веселые люди. Уже подключается, да? Экрана вас не видно. Выходим на связь. Давайте я начну представлять. В Дальневосточном федеральном университете имеется передовая инженерная школа, Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем. Это Дальневосточный федеральный университет, что на острове Русском, близ Владивостока. И с нами на связь выходит Ирина Владимировна, это вы, да? Нас слышно, нас видно? Уважаемые коллеги, добрый день. Вас слышно, нас слышно? Ага. Слышно, видно. Здравствуйте, Николай. Это наш земляк, который работает. Сейчас буквально несколько секунд. Мы находимся в республиканском медиа-центре Саха-Медиа, что имеется на площади Ленина, улице Орджоникидзе. Это самый центр города Якутска. Вы находитесь в Дальневосточном федеральном университете, остров Русский. Вот на днях я у вас был. Здравствуйте, мы вас очень хорошо видим и очень хорошо слышим. Уважаемые коллеги, снова здравствуйте. А можно подключить демонстрацию экрана, чтобы мы могли показать вам презентацию? Спасибо. У нас... Уважаемые коллеги. Начинайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. У нас сегодня получается не только, скажем, республиканского уровня вот это круглый стол, но и у нас и Казахстан сегодня участвует, и да, международным участием. И вот наши дорогие соседи, Приморский край, что подключается, это для нас очень, скажем, вдохновляет. Спасибо вам. А и вам спасибо большое за приглашение. Мы очень хотим сотрудничать и повышать интеграцию между регионами. Уважаемые коллеги, чуть-чуть мы расскажем об нас. Мы, как уже сказал Николай Николаевич, из Дальневосточного федерального университета. Мы находимся во Владивостоке. Конкретно наша передовая инженерная школа – это передовая инженерная школа по области биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем. Нашим директором является Людмила Александровна Текутева. Она не только директор самой школы, но она также является предпринимателем очень большой компании ООО «Авника», крупнейшей компании на Дальнем Востоке в области биотехнологий. Наша передовая инженерная школа работает в различных областях. Это агро- и экобиотехнологии, это пищевые биотехнологии и промышленные биотехнологии. У нас есть множество научных лабораторий, которые работают в разных исследовательских проектах и в том числе в области пищевой инженерии. Не буду останавливаться подробно на наших программах. Давайте расскажем вам больше о том проекте и тех научно-исследовательских командах, которые работают в области пищевой инженерии и функционального питания. Ирина Владимировна, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. В передовой инженерной школе несколько научных проектов, и один из них как раз коррелирует с той тематикой круглого стола, которая заявлена сегодня. Проект
4Н разрабатывает технологии пищевой инженерии с применением IT и молекулярно-генетических технологий для создания специализированного и персонифицированного питания. Вот здесь акцент идет именно на персонификацию. Почему? Потому что питание различных групп населения, категорий населения требует индивидуального подхода. Я думаю, вы со мной согласитесь. И что касается народностей Республики Саха-Якутия, здесь мы вам можем предложить совместную работу по разработке персонифицированного питания непосредственно для нужд региона и жителей региона. Если вам это будет интересно, мы готовы к взаимодействию, так как национальная специфика питания северных народностей своеобразна, самобытна, аутентична. И согласитесь, что сейчас молодежь не только у нас в стране и за рубежом в том числе, больше делает акцент на, ну так скажем, не совсем правильное питание. И в принципе у себя в школе мы пропагандируем здоровое питание с уклоном на индивидуальные характеристики человека, что можем предложить, в принципе, сделать и для вашего региона. Вы в слайде можете видеть те позиции, над которыми работает передовая инженерная школа. Работаем как с людьми, с медицинским центром ДВФУ, разрабатываем различные рационы питания для определенных категорий граждан. Мы работаем со спортивными институтами. Для спортсменов у нас тоже есть определенный блок, который можем предложить. А ввиду того, что народности, которые проживают в северных районах и, в частности, Республики Саха-Якутия, питаются нетрадиционно и не совсем так, как питаются другие регионы в других географических поясах. Следовательно, здесь мы больший уклон сделаем на белково-липидную составляющую, так как северные регионы – это повышенное потребление калорий и специфика употребления продуктов тоже нетрадиционная. И почему я сделала уклон на молодежь? Потому что молодежь сейчас немножечко уходит от тех традиций, которые действуют на территории региона, и вернуть их в то русло, в аутентичность, наверное, было бы неплохо, потому что и тематика уже была заявлена и у вас на круглом столе по усвоению и набору ферментов, которые существуют у определенной народности, в определенном географическом климате. Все нацелено на то, чтобы человек употреблял ту пищу в регионе проживания. Поэтому уклон, в принципе, мы можем сделать на те позиции, которые будут интересны вам, и будем рады сотрудничеству в различных областях пищевых технологий в том числе. Если будут какие-то вопросы, будем рады ответить. В принципе, у нас все. Спасибо большое, дорогие наши земляки-дальневосточники, за то, что с нами вы сегодня участвовали в нашем круглом столе. Я 12 июня к вам прилетаю, там отдельно еще поговорим об этом, о наших вот этих дальнейших взаимоотношениях. Спасибо вам. Спасибо. Ну, я пару слов тоже скажу. Да, скажу, дорогие. Вот под этим предложением, спасибо большое, о наших земляках, в 2007 году я стала по Дальнему Востоку единственным призером по фонду Бортника, да, выигранного проекта.
И вот как раз вот это слово ключевое мне помогло, что экспертная группа сидела во Владивостоке, и мы отсюда с Государственного университета защищали. Да, действительно, у вас солидная инфраструктура, Дальневосточный федеральный университет, и по этому направлению я в прошлом году у вас была в конце июня. Да, действительно, все новейшие технологии внедряются, и поэтому вот с Николаем Николаевичем вот тут совещаемся и говорим, что с вами надо подружиться. Потому что, да, подружиться, потому что специализированно работаете, и тем более вот уже и с интересом подходите к Республике Саха-Якутия, и поэтому наше сотрудничество даст только положительные результаты для Якутии. Спасибо. Спасибо вам. Будем продвигать Дальний Восток вместе. Слово предоставляется Ульяне Михайловне, модератору. Ну, уважаемые коллеги, участники круглого стола, мы завершили вот работу круглого стола, все 9 докладов заслушали, да, и сейчас переходим к обсуждению и принятию вот рекомендаций. Есть проект рекомендаций, который, это проект проработан нами, да, организаторами, и каждый имеет возможность включить свои пожелания и рекомендации, предложения в этот проект. Для того, чтобы этот проект, он как должен идти? Он вносится организаторами круглого стола, организатором вот этого всего мероприятия «Креативной Якутии», недели Якутии. Это Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. И там и наши рекомендации идут в общую резолюцию данной недели. А эта резолюция, она вносится в правительство республики. И поэтому мы будем знать, что мы приняли участие в солидный документ, да, вот, вложили свои знания и умения, свой потенциал в этот документ для того, чтобы быть полезным для развития, для социального, экономического, научно-технологического развития региона, то бишь нашей республики любимой Якутии. Давайте, кто хочет выступить? Можно я скажу? Да. Тут надо, наверное, кто-то из наших, с нашего круглого стола, наверное, в пленарном совещании будет выступать? Где? Будет, наверное, выступать? Ну, организационно мы уточним этот вопрос. Уточните. Да. И здесь надо как-то конкретизировать, наверное, свои вот. Ну, на самом деле, конечно, тут все как бы сказано, но все-таки вот не только Министерство предпринимательства, торговли и туризма, а они как-то, если честно сказать, они более далеки, что ли. Поэтому я хочу сказать, здесь Министерство образования больше, Министерство, вот этих министерств четко и ясно указать. Но я по своей части, по этому закону, как надо дальше работать, и по своей части с предприятия, я вам завтра конкретное предложение внесу. Можно же, да? Конечно, конечно. И тут вообще конкретизировать надо, потому что же там они, министерство, ну, вы все знаете, как это проходит, министерство, наше правительство войдет, потом эти задания пойдут, конкретно потом начнут у них спрашивать, поэтому надо, наверное... Так. Да, неделя проходит до 31 мая, и поэтому у нас еще время есть, люфт такой, да, для того, чтобы собрать предложения и рекомендации. У кого, если вдруг замечания есть, тогда и замечания принимаются. И вот все соберем, у нас еще время есть, и передаем, Роза Петровна, вот я для ясности, да, Министерство предпринимательства,
оно выступает здесь организатором вот данной недели, да, и поэтому они как кураторы собирают, все вот эти механизмы, все документы, а потом туда все могут прописать, и Министерство образования включить, и Министерство здравоохранения, все будут участвовать. Да, конкретизировать все равно надо. По специализированным направлениям. Если мы говорим о детском питании школьного, дошкольного, конечно, кто еще будет делать? Конечно. Орган исполнительной государственной власти, это Министерство образования и науки, да, республики. Или, Министерство сельского хозяйства по агропромышленному, по переработке. Естественно, конечно, полномочные органы, это Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики. И должен готовиться республиканский документ. Наверное, будут слушать всех этих круглых столов модераторов. Да, наверняка. Уточним. Координаты есть, нас курирует и Ассоциация предпринимателей, сделана в Якутии, и они перенаправили нас в Министерство предпринимательства, так что разберемся. Дальше. Можно я скажу? Да. Во-первых, спасибо большое еще раз организаторам, нам, очень ученым интересно, этнографам, антропологам. Было здесь послушать действительно очень наболевшие вопросы, потому что мы понимаем, что мы сегодня говорим о сохранении нации и о сохранении кода вообще генетического, культурного. Поэтому я бы хотела, чтобы вот в разделе о концепция, там есть популяризация национальной, якутской национальной кухни, конечно, ввели бы еще и духовный контекст, как, там надо просто будет расширить и написать, что как уникальной системы культуры питания, потому что действительно якутская кухня, она уникальная. И когда будет разрабатываться эта концепция, безусловно, надо будет привлечь этнографов, которые сделают очень хорошую преамбулу про философию питания народа Саха. Я думаю, что вообще назрел этот вопрос, поскольку сейчас в российском обществе давно говорят о тех самых ценностях, которые нужно развивать, и эти ценности должны идти от этнокультурного наследия народов, проживающих в России. Поэтому я думаю, что культура питания, как я и говорила вам, культурная ценность станет одним из самых востребованных трендов у нас в республике. Вот обо всем можно будет потом прописать в этой концепции. То есть давайте еще сюда духовного такого контекста. Спасибо. Спасибо, Екатерина Назаровна, совершенно правильно, что точно, что наука должна принимать участие в разработке данной концепции, а без концепции ни одно... Концепция – это введение таких государственных политик, да? И поэтому без политики, без введения политики ничего не произойдет. И поэтому она нужна, важна и нужна. Да? Будем разрабатывать. Так, следующий. Кто еще? Елена Витальевна? Николай Николаевич скажет. Мне очень хорошо, плодотворно поработали. За 3 часа очень многое обсудили. За 3 часа мы из других регионов, даже с другого государства увидели, как у них наш братский тюркский народ живет, как питается, даже узнали. И мне очень понравилось, каким образом у них, у нашего братского народа, тюркского народа казахов, идет политика популяризации национальной кухни. У них, я обязательно возьму этот доклад, и мы тоже с этим докладом обсудим, и какие необходимые мы возьмем для себя на заметку. У меня все. Всем большое спасибо. Да, спасибо большое всем участникам. Очень плодотворно поработали. И до следующей встречи. Давайте. Удачи всем, успехов. Спасибо. Да, общее фотографирование.